Салам алейкум. Все подключились? Адам с нами? Да, да, Адам с нами. Сегодня не очередной подкаст. Сегодня будет разбор работ с наших конкурсов, которые проходили в группе в Телеграме и в наших соцсетях всех. Конкурс касается работы на логотип для компании соседи.family, да, Берт? Да, у нас два конкурса, мы будем разбирать. Конкурс на разработку логотипа для стартапа «Соседи Family». Мы уже определили победителя, вернее, не мы, а заказчик. И сегодня мы будем просто смотреть эти работы и разбирать, оценивать с профессиональной точки зрения. А также конкурс от ZZ для наших подписчиков творческих, так скажем. Мы начнем, наверное, с ZZ конкурса. Да, давайте начнем с ZZ. У нас к нам на почту пришло, на удивление, очень много работ. Мы даже не ожидали, что будет столько. И давайте я тогда расшарю экран. С самого низа начнем, да? Да, в порядке с самого низа. Вот, в принципе, где у нас первая работа. Так, мы не будем показывать работы, в которых есть какое-то противоречие в религии. Вот, допустим, какие-то живые изображения с лицом человека или животного. Нам религия не позволяет это делать, поэтому будем обходить эти моменты. И вообще мы призываем всех дизайнеров, всех начинающих быть избирательными в этом плане. Всегда перед тем, как что-то начинать, смотреть, можно ли это делать или нет. Так, Беркут еще. Правильно. Начинаем с работы Амиры Шевченко. Здесь я начинающий дизайнер. Спасибо за возможность поучаствовать в конкурсе. Я не буду первую открывать, потому что это нельзя показывать. Вторая работа. Но надо сказать, что там просто изображение спортивной, так сказать, женщины, чтобы понимали, почему не будем открывать. А здесь изображен, я так понял, Раскольников, то есть подписана картинка как Раскольников. Персонаж. Раскольников в виде... Где это было подписано, я не заметил. Там снизу написано. Да. Раскольников в виде аниме. Да, в стиле аниме сделан. Ну, прикольно сделано, прикольно. Единственное, у него один носок сполз. Я не хочу сказать. Ну, это стиль, наверное, такой в аниме, там здесь... Мне кажется, упущен один момент, я не знаю, там было написано или нет, допустим, для меня это сейчас как бы информация новая. Какие критерии оценки, что оценивается, собственно говоря? Давайте, да, объясним этот момент, чтобы вы понимали тоже, как оценивать работу. В первую очередь, мне бы хотелось увидеть в работах начинающих дизайнеров креатив. Именно подход какой-то необычный. Бывает так, что ты хочешь реализовать какую-то идею. Вот у меня так бывает. Я тоже считаю начинающий дизайнер. Я хочу реализовать какую-то работу, но получается, как всегда, бывает такое. Ну, у всех, наверное, даже у профессионалов. Но вот именно задумка, вот за задумку хочется дать какой-то приз. И вот если будет прям 4 крутых задумки, которые мы выберем, мы дадим им 4 приза. То есть оценивается идея и все? Идея, креативный подход, необычность мышления, старание также. Если человек постарался, если у него там огромная работа, допустим, будет какой-то веб-сайт, там, приложение, где множество интерфейсов отрисованы, почему нет? Ну, если они отрисованы не просто так, а со старанием, тоже будем оценивать с этой стороны. Визуал оценивается? Визуал мы не можем оценить, потому что начинающие дизайнеры не всегда могут профессионально и хорошо оформить визуал. Поэтому допустим, это в последнюю очередь. У кого-то будет работа оформлена красиво, профессионально, там, более серьезно, у кого-то будет более слабо. И что в этом случае? Я повторюсь еще раз, оцениваем креативность в подходе. Все, визуал не оцениваем, все. Да, результат. На самое последнее место поставим визуал.
Хорошо. Так, там внизу еще была работа, по-моему, Да, Масаго. я извиняюсь, я пропустил. Тут еще надо подгрузить. Начинаем с работы студия Магомеда Мальсагова. Ага. Он нам прислал 2 работы. И Посмотрим. Инстаграм еще прислал. Ага. Так. Почему-то долго грузится. Хотя интернет вроде бы нормальный. А ты нажми скачать и второй открой пока. Ну, то же самое, что ты нажмешь скачать, видишь, он загружается. Когда Видимо, догрузится. Меня большие слышно? сегодня. Да, тебя Так, слышно. Адам, Да, да, тебя да. тоже слышно, да. Джабрал, тебе чуть-чуть потише микрофон можно сделать. Хорошо. Смотрите, вот можно я скажу, да? Мгм. Визуал, человек может очень сильно там быть прокачанным в плане правильных материалов, правильного света, рендера. Но креативности у него может не быть, он просто технарем может быть и все. Мгм. Так что мы решили все-таки именно креативность оценивать. Визуал это хорошо, мы ценим умение, старание и вот этот рост в этом направлении. Но именно сейчас важна креативность, то есть это единственная, по-моему, черта, по которой можно будет их сравнивать честно, как ты сказал, Ислам, потому что есть новички, есть не новички. И креативность, она и у новичка может быть, и у профессионала ее может не быть. Так что, наверное, нам смотреть в сторону креатива и не обманываться проделанной работой в плане технического визуального исполнения. Мгм. Но это Охуенно. тоже, в принципе, большой плюс. Никто не отрицает силу визуала. Ну вот что вы скажете по этой конкурс. работе? Конкурс, подталкивающий прокачивание творческого мышления у Всё всех верно. начинающих опытных. Я здесь Вот. вижу карту Ингушетии. Провокационный, да? Креативную, Кстати, очень да. креативно поданную карту Ингушетии, честно говоря. Очень круто. Я после того, как ты сказал, я только это заметил, я думал просто... Ну, я Тут не начал просто тоже на него карта. намекать, Обратите да. внимание на облака. Обратите внимание на А, облака. да. Облака — это, так сказать, оторванные кусочки Да. нашей и так маленькой Лакомые республики. кусочки. Очень хорошая работа, мне нравится. Работа, Это, на самом видимо, деле, двуслойная, очень хорошая, да. Адам, это рисуется в иллюстраторе, да, на планшете? Это можно Давайте и... посмотрим, может... Это в основном, если я не ошибаюсь, это уже рисовано... Так, это у нас Digital Art. Ну вот Ну, в это какой Photoshop. программе, я не знаю. То есть это может быть и Photoshop, может быть Krita, Ну, может это, быть я имею в виду, на это что-то планшете. растровое в любом случае. Да, да. Это растер. Похоже на растер. Да, с помощью вектора, конечно, сложновато было вот такое делать. Легче в растре делать. Но сама идея, честно говоря, очень... Мне вообще просто... Я никогда не задумывался, что так можно показать. Мы можем, знаете, что делать? Да. Если хотите, я не знаю, предложу, каждый может по 5-бальной или 10-бальной шкале ставить оценку, и в итоге будем суммировать, у кого максимальные баллы. Давай. Давайте я сейчас... Кто-нибудь давайте будет записывать наши баллы. Ислам? Давайте сейчас я открою Кто-нибудь Ислам? бокс. И предлагаю долго не заострять внимание на каких-то работах, потому что у нас, напоминаю, 2 части эфира, где надо разбирать 2 конкурса, поэтому вот тут слишком много затянется, если мы будем это делать долго. Так, Давайте. я оценки ставить не буду, я сказал сразу, потому что у меня с этим проблемы. Я мог сейчас прям... Нет, не с математикой, а с оценкой, потому что я могу сейчас увидеть работу и сразу ей 100 баллов зафигачить, а потом найдется работа, которая на 200 баллов. Я же не Ну, у знаю, нас что у всех эта проблема сейчас существует. Мы много работ не видели, я не видел другие работы, например. Но... И как это оценивать? Тогда надо сначала все просмотреть, и тогда только... Хорошо, ставить. слушайте, давайте сделаем так. Мы просмотрим Ну, все ладно. работы, и 4 работы, которые вы вспомните, вы назовете. Вот и все. Так Да, нормально? Отлично. Справедливо. Поехали. Вот следующая работа. Здесь крепость, я вижу, башни. Ну, непонятно, в чем это нарисовано, наверное, в иллюстраторе. Мгм. Ну, это менее креативно, но интересно. Ну да, здесь Детали проработаны, окошки. больше как визуал. Это тоже можно растер. сказать. Ну, не просто визуал, они попытались типа замок сделать в виде наших башен, вот что-то такое объединить. Да.
ингушские замки, типа. Да, Ну, да, да. смотрите, здесь Те- окна не копированы, то есть он каждое окно прорисовал. Это тоже похвально. Меня интересует, откуда на все это смотрят, с какого-то С другой башни, может, или круглого окна. с космоса. Я надеюсь, не из пушки вид. Ну, это похоже скорее на бинокль. Так, давайте прочитаем. Это у нас Мальсагов Муслим. Мой эскиз проекта жилого многоквартирного дома по набережной город Магаз. Цвет карминно-розовый, со остеклением бутылочного цвета эксплуатируемой крышей. Статус отказано. Архитектор города сказал, что это скачано из интернета и все. Тогда можно другую Минус 2 работу недели. начинать. Было у меня такой Минус 2 случай. недели, да. Я не Значит, знаю, не поверили. Да-да-да. Симпатчера рассказывала, я как-то сделал газету, сайт газеты «Сердало», и так заморочился, что я нарисовал прямо эту газету, я загнул уголок, тени добавил, там ворсинки, которые в бумаге бывают, Мгм. просвечивающийся задний текст тоже слегка. В общем, через что-то я переборщил, и мне вернули работу, сказали, отсканированные, короче, не принимаю. Мгм. Так что у нас часто такое бывает, что люди просто не понимают, что так можно сделать, Не верит. что вы схалтурили. Мгм. Так, Бет, ты вернись. Что тут было? Никаких комментариев не будет. Конечно, надо Мгм. посмотреть. Ну, в принципе, там работа в 3D, не в 3D Нам просто Max, а в тяжело автокаде. оценивать, да, вот подобного плана работ. Мгм. Ну, это Тут как нету столько креатива, сколько скорее такая техническая работа, да? ремесло, ремесленническая такая работа, объемная, очень много работы. Видно, что здесь проведено много часов за этой работой. Да, 2 недели Креатива, написано. креатива, не Не, знаю. может, здесь есть креатив, просто мы со своей Мы колокольни, мы не можем не архитекторы, видеть это. Мы и же не архитекторы, да. Да. Ну, знаете как, здесь все-таки, ну здание, да. да, Ислам, все-таки? Да, здесь здание, кстати, вы заметили? Я сразу заметил. Здесь Как техническая работа. Да. Здесь явно видно, что человек с архитектурой так или иначе дружит, он понимает эти вещи, и он это исполнил, он показал это, он показал, что он владеет инструментом, Мгм. но креативности, честно говоря, я боюсь обидеть, конечно, исполнителя, но я должен это сказать, что есть, например, архитектурные строения, в которых даже креатив вложен, там, необычных форм, да. Здесь у нас, ну, в принципе, дом. Интересный круглый дом. То есть, Тоже заметил, да, Адам? Все да, заметили. я так пригляделся и смотрю дом. Ну, ты знаешь, Смотрите, мне кажется, он хотел его все-таки не просто так сделать, да, вот он понимал, что еще хочется его реализовать в строительстве. да. Он же предлагал все-таки архитектуру города, и, возможно, он немножко сдерживал себя в этом плане. А так У нас в хорошая республике работа. нету, кстати, домов, по-моему. Ну, на Зране, по крайней мере, точно нету круглых. Ну, вот, Да, формы тоже не это прямоугольные. Скорее всего, эта работа была как раз-таки, вот он же описывает, что она была создана еще тогда для того случая, и как ты говоришь, Ислам, он себя тут не мог распустить. Может, человек необычайно креативный. И на наш конкурс он бы сделал совсем по-другому. Так что, если у нас будут еще конкурсы, Да, вы надо знаете, на попробовать будущее. себя. И давайте обратимся к мэрии города Магаз. Ну, человек сделал сам. То есть легко можно проверить работу. Жаль, что у нас в Магасе Нет. такого дома нет, честно говоря. Жалко, что Очень выделялся. архитектор города Магаз не знает, как проверить работу в интернете. Вот что жаль. Ну Поэтому, да, там Может, он сплошная жаль. проверил. может, он проверил. Тогда уж не знаю, Муслим, тебе нужно поработать еще в программе. Чуть-чуть цвета поменять. Давайте следующее. Ага, здесь Следующий вот- качается. Сейчас можете пока поговорить. Сейчас качается. Очень Все туго давайте. качается. Давайте обсудим, почему такой интернет слабый. Да, почему такой интернет? Это потому, что вы рядом с ФСБ находитесь. Нет? Так, все, я Далеко? пошел. Все, уходим, все замолчали. Шутка не удалась. Все, давайте смотрим. Следующая работа. Мгм. Да, больная тема наша. Вот здесь как раз Так или Адам иначе. по достоинству сможет оценить. Ну, слушайте, это прямо отрендеренная такая 3D-модель. Ну да, ты тоже заметил.
Да, я заметил. Продолжаем всё шутить делать. про работу. Не, ну мне нравится, очень хорошая. Не знаю насчет Ну, именно Сейчас, я профессионализма, думаю, да. Адама нельзя как раз слушать, потому что Адам будет технически смотреть на это. А ты, Адам, расскажи не ну, технически, как ты ну, думаешь? не Вот технически, мне нравится вот эта слоеность, слоеный пирог, как витрина, да. Он Мгм. не просто там кусок острова, а прям, ну, есть какая-то идея для креатива здесь. Человек Мне пытался кажется, что-то это еще часть придумать. материала для этого, для какой-то инфографики, там, не знаю, ну, не знаю, как типа прогноз погоды, Да, там, да, какой-то для похоже на заставки какой-то. какую-то. Для НТРК. Ты нам прислал работник НТРК, наверное. Ну, А может и нет, может просто человек работает. Не, прикольная работа, можно к следующей переходить. Нет, скоро уже клёво, нечего клёво. будет рендерить от И этого, пускай. разделение Да, именно субъектов, это что эти, как это, районы были разделены, я так понял. Мгм. а Интересное разделение было. где мой браузер, где? Вы свои личные данные-то не открывайте. Так, скриншот. Это в Так, записи будет Адам, так что может что-то не делать. Следующее. Что у нас? так, следующее, так, Наверх, наверх. следующее. Ну это мы с Раскольникова смотрели. Да, Еще раз посмотрим. давайте. Раскольникова. Ну, прикольно, на самом деле, взять советскую, да, литературу и вот так обыграть. Так, Просто погодите. креатива Надо здорово сразу говорили. отметить, что в этом куске изображения уже есть целая история. То есть это не какое-то статичное изображение. Он уже ударил, да, топором, Тут Это прям получается? же вот Раскольников. чувствуется, Какая-то да, история. можно что-то рассказать, что было до и что будет после немножко. Да. Вот. И во флете, я думаю, сделано здесь теней, ничего нет, но это такая стилистика, и драма тут есть, и все, что хочешь. В принципе, можно было, глядя на эту картинку, там, понапридумывать себе небольшой кусок истории. Мне нравится, когда так делают. И А да, все сделано в минимализме, просто. Адам, а как бы ты Честно, развил эту идею, вот что бы ты дорисовал сюда? Мне кажется, вот фона, да, чуть-чуть не хватает. бабушки Дождя, не может. хватает, да, по-моему? Тут как раз такой случай, когда именно к этой картинке ты ничего не хочешь. Ну, может, я тень на полу бы еще, лежачую такую, падающую тень накинул бы, да. Мгм. Но даже расположение персонажа, он повернут в ту сторону, где места больше, то есть пространства больше. А. И Я, выглядит- честно говоря, Адам, не разделяю эту версию. Ну, это как бы прикольно, но это ж понятно, отсылка к чему и просто как бы иллюстрация. Мгм. ну, Так, магазин мужской одежды. Кто нам согласен. прислал? Хасбулат Мужихоев, да? Хасбулат его зовут? Магазин Да. мужской одежды, да, Хасбулат Мужихоев. Интересно, Так, это действующий магазин, м, наверное? ну сразу видно, что это магазин, Да, а, кстати, заметил сразу. что это сайт. Так. Но он сделан на Виксе. А это Да, уже он не сделан на творчество, Виксе. получается. Но мне кажется, тут есть немножко Позволяет тебе располагать элементы и двигать там все, в принципе. я не знаю, здесь прям на 100% шаблон и просто поменены картинки или все-таки здесь человек какой-то нуля дизайн делал? сам делал. Мгм. Тут скорее Да. технические вопросы больше. Но даже если делал, мы понимаем, что пока здесь сырой вариант, но еще недоработанный, оценить тяжело будет. Если А сам он- бренд Да. как он? Как сайт, в принципе, вот этот радикальный минимализм, он ноунеймом он не подходит, а этот сайт пока еще, ну, бренд еще широко неизвестен, поэтому, зайдя сюда, человек, он, в принципе, он даже почти не видит, что ему предлагают, то есть ему нужно дальше. Ну куда-то смотри, пойти, Адам, да. это не совсем минимализм. Минимализм покрывает все, что необходимо сказать. То есть минимализм это Ну, сложно. хорошо, не до минимализм, наверное. Да, здесь именно Вот если бы ты нехватка. открыл сайт черный, там посередине или в углу стоял бы знак Мерседеса, вопросов никаких Мгм. не было бы, да? Тут мы знаем, что Мерседес, как Ну, Мерседес. там бы вряд ли был бы просто знак Мерседес, там была бы, Я допустим, просто видел такую рекламу уже на одном журнале, на плотном листе, на глянцевом журнале. Вот я и стоял говорю, знак то есть Мерседес там в была углу. бы мысль какая-то, да. А тут, Здесь- видишь, тут недостаточно просто открыть и сказать вот название и вот пару красивых слайдов. Ну и что? Ну не побегу же я покупать теперь. Да, да. Да, вкус Не есть, там совсем бардака работает. не наделали, но все-таки нужно
недосказанность висит как бы в воздухе. Что Берт, у Мы нас также Берт оцениваем сейчас UX, UI, креативность. но нужно оценивать креативность, но, Да. если честно, но я не могу сказать, что здесь уж есть что-то креативное. Может, ну, не знаю, Согласен. картинка, может, сама картинка, вот здесь там он что-то Да, скреативничал. это прикольно. Ну, Ну, хотя бы эту картинку, если бы нам прислали как фото, да, так, Да. художественное фото, еще можно было бы. в общем, давайте тогда следующая работа. Ну, там видно, потому что начинающий, походу, дизайн делает. Ну, Мы и призываем участников не обижаться на критику, потому что все должны понимать, что на критике двигаться только дальше. и Да. растет профессионализм. И Все это тоже. Да. если вы должны критику искать не эту выдерживаете, критику то, и в принципе, вы стараться. уже не в ту сторону как бы направляетесь. Да. Если вы хотите быть дизайнером, вы стрессоустойчивый и критикоустойчивым должны быть. Конечно. Критика, она Вы должна должны быть с радостью принимать разнос вашей работы. Прям жестко. Мои жесткую работы тоже критику. разносили в этих наших каналах. Да, было не очень приятно, но все-таки я понимаю, что так должно быть. Мгм. Я тоже иногда ошибаюсь. Ну, иногда Хантер вообще. Малгобек перед нами, товарищи. Назир Муцольгов прислал. Прикольно. Хантер Мне нравится. Малгобек. Зелимхан, что ли? Не-не, это магазин такой, Хантер. В Волгобеке А. есть. Охотничий. А, Это чувак, А может, бренд перед какой-то. ним олицетворяет. Малгобекский парк. Не, прикольная работа, мне нравится. Единственное, слишком Да, все неплохо. одноцветное. Вот нож и топор тоже, ну, как бы с пальтом супер сочетается. И ружье. Ну, это, наверное, специально так задумано, Да. чтобы не делать Согласен. человека таким вычурным, но ну, как бы немножко придать ему такой загадочности. Да, ну, в принципе, он в тени же Короче, может стоять. стилистика интересная, всем понравилась. Да, я так понял. Ну, вот стилистика вообще. надпись Шрифт хочется, как будто бы- конечно, да, подогнать да. получше, поудачнее, С надписью проблема. обыграть. Ну, иллюстрация прикольная, цвета, Иллюстрация, сочетание да. цветов хорошее. Мне нравится. Все поняли, услышали. Так, это логотип получается у нас. Мне вспомнилась одна передача на российском телевидении была в 90-е. Как она называлась? Не помню сейчас. Блин, там цифра подходила, что-то била другую цифру. Как же она называлась, блин? Ну, кто вспомнит, в комментарии напишите ее. Такая анимация была с цифрами красной, Ну, черной. смотрите, Арчер здесь буква А, Сунжа, да, да? типа, как Арчер Сунджа. Это тоже магазин, по-моему, не магазин, а что-то с луком связанное, да? Со стрелами, вот это. да, что ты Общество, говоришь? может быть. Проблема логотипа в том, что название Буква А вообще не читается. Да. Даже не то, что Я вообще сначала думал я- Суна, а потом Да, да, Сунжа додумался, написано. что Сунжа. Ну, здесь есть креатив, здесь исполнение и в Креатив, целом, да. как логотип, он не очень будет работать. Сделать но из букв стрелы, из букв А эти наконечники для стрел, идея на самом Круто. деле хорошая, но Да. она недоделанная, то есть ее как бы на полпути бросили, и надо было еще поработать над этим. Получилось бы хорошо, я думаю. Ну, ждите Если- стрелы в спину, товарищи. Теперь оглядывайтесь. Ну, чтобы объяснить про нечитаемость, если логотип, если бы это был отдельный знак и плюс еще надпись, название, тогда это имело бы место, то, что это не считается. Но так как это вообще вся основа, здесь нету других надписей, ты должен Мы себе этот врагов логотип наживем, я должен чувствую. знакомить человека с брендом. То есть, увидев это, он просто увидит какой-то знак, не прочитает, что здесь написано, он не поймет, что это, к чему это относится. Ну, Тем это с точки более, зрения профессионализма, правильно, Берт? А бренд, если идем да, по креативе, А с точки зрения любителизма, как тебе? это я не знаю слова. Так что поехали Да, дальше. с точки зрения профессионализма. Нет, я так, имею в виду, ссылка что на работу. я имею в виду с твоей точки зрения, с точки зрения дизайнера. Ага, смотрим. Вау.
Так, мы видим дизайн сайта. Дизайн это... нет, это кейс, где он презентует А как зовут свой парня? Давайте дизайн. тоже скажем. Так, тут надо понять, что именно Михаил презентует. Годоборш. Мне кажется, продукт здесь. Концепт Михаил продукта. Годоборшев. А, нет, Продукт или интернет-магазин. сайт? Не, Все-таки. сайт написано вон в заголовке. Концепт интернет-магазина был. Ага. Да. То есть он сделал кейс, он показывает главную страницу. Ага. Ну, красиво так сделано. Прикольно. Здесь здесь есть аккуратно. Есть, ошибки. конечно, кое-какие там ошибки в плане UI. Мгм. Там маленький шрифт, Шрифты мелкие, да. с типографикой проблемы. Но в общем стильно, аккуратно. Молодежно. Да. Чисто. Есть какая-то темпоритмика. Я выучил новое слово. То есть Да, ну, не темпоритмика монотонно тоже. все, Мгм. не монотонно, все хорошо. В плане креатива сложно сказать, что здесь есть какой-то креатив. Но видно, что старались. Аккуратная работа. Аккуратно. За Аккуратно. новыми словами, Берт, тебе в игровую индустрию надо. Здесь я иногда Да. сам не понимаю, что происходит. Какие термины иногда гуляют. Хорошо, хорошо, давайте следующую работу. Отличная работа. Поставьте ему лайки. Его Инстаграм там, по-моему, есть. В письме можете зайти. Не знаю, начинающий он или нет, но вот я, когда был начинающим и продолжающим, мне во сне такая работа, ну, такая аккуратная, чистая работа не снилась, да, именно исполнение. Не, Я уже не говорю о том, что серьезно, вот здесь очень. подать еще, там тоже заморочки. Да, это сделано очень круто. Просто если прям придираться к деталям, есть к чему придраться. Ну, так, в общем, очень круто. Да, Инстаграм, покажи его. Mikael.bns. И, кстати, я уже успел поставить оценку. Ставьте друг другу оценки, подписывайтесь, поддерживайте взаимно свои работы. Так, дальше. Дальше идем. Так. Присылал ранее свою работу на конкурс, забыл поставить ФИО. Так, я не знаю, здесь я не вижу такой же почты. Ранее ничего. Но это можно такой пропустить, почты. это уже технически потом, когда будем имена Да. искать. Вот логотипы работы нам прислали, 2 логотипа. Маржана Хуршидова прислала 2 логотипа, да? Так. Вот это очень круто, мне очень нравится. Прям супер, мне нравится. Логотип. Что значит ПП? Очень зря написано ПП. Полезное питание. Надо было написать, наверное. Да. Да. Здесь ПП, оно прям выпадает. Подпись непонятно, что это означает, но в принципе, если исправить вот это слово, полезное питание. А вам не написать, кажется, то- что вот шрифт подписи хочется еще поискать какой-нибудь? Ну да, то есть с подписью есть Есть. явно проблема. Да, Шрифт и действительно, подписи, я бы да. оставил десерты одно слово, да, или бы расписал действительно все. А вот ПП, оно... Но если у них акцент на полезное питание, тогда можно написать полезное Кондитеры, питание. может, в теме и знают, что значит ПП, да, они их слышат и знают, но мы вот посторонние потребители. Ну, допустим, я знал, Можно- проблема даже не столько на знании, а в том, что это смотрится даже визуально немножко странно. Эти ПП Да, немного выпадает. разбросано. Непропорционально и Мгм. симметрично. Пипец, десерт. И буква Ну, О, я не тоже знаю, но мне вот так и хочется ее немножко вытянуть. Мне кажется, она немножко растянута по горизонтали чересчур. Мгм. Я бы- Ну, вот внизу, в- кстати, вот внизу она более округлая. В самом Мгм. низу. Например. У нас Ну, буква О, хорошо это кекс вписалось. получается, да? Но креатив неплохой. Да, Я не креатив. знаю, shift готовый shift или его просто подобрали, О переделали, но в общем очень гармонично смотрится. Давайте Да. следующее О тогда. читается. Дальше. Фибоначчи. Фибоначчи. School of Math. Последовательность Фибоначчи спрятана в логотипе. Но здесь тоже Да. мне Точнее, нравится. золотое сечение по его. Красиво. Единственное, вот, Спираль. этот, Ну да, вот это эта спираль. спираль не очень ровно нарисована. Мгм. Кажется, что вот эта линия, ну, вот эта линия ровная, а спираль как будто от руки нарисовали. То есть с Мгм. пером надо было немножко подогнать,
сделать поплавнее вот эту линию. Тогда, Мгм. в общем, очень круто, мне нравится тоже. Ну, Да, это и работа, цвет я так хороший. понимаю, чисто концептуальная, то есть Смотрите, логотип концепт. Fibonacci, если оформлять именно логотип, то его можно было бы, да, более аккуратненько, так, поминималистичнее. Его не обязательно нужно прям поддавать этому правилу Fibonacci. Тут похоже на то, что прям взяли саму вот эту спиральку и просто ее вставили, грубо говоря, да, увеличив там толщину линии. Мне кажется, что чуть-чуть еще минимализма не хватает этому логотипу, самому Может, логотипу. Или Мгм. толщины, или Здесь минимализм. спираль Фибоначчи и буква F типа объединены. А, Вот оно что. Вот этот знак его следовало чуть меньше сделать, пропорционально уменьшить, чтобы немножко вес знака из шрифта он сравнялся. Здесь знак немножко линии толстый, у шрифта они тонкие, следует его чуть-чуть уменьшить. А так Так мне шрифт вроде нравится. подходит, да, к логотипу. Да. тут Следующий. в обоих работах нам попытались просто показать действительно тот самый креатив, те идеи, о которых вы раньше говорили. Технически там есть и там, где придраться, но вот именно Ну креатив и да, там есть. есть. Дарсигова Амина прислала art.дарсигова Инстаграм. Дайте посмотреть, что Так. это. Нам еще комментарии пишут, надо не забыть их зачитывать. Сейчас работы просмотра. Если там что-то, А, ну, если что-то своевременное, так скажем, ну, в точку, то можно показать комментарии и ответить. Здесь Боль, художественная работа. страдания. Я даже теленка вижу, но не скажу где. Ну, мне эта работа Silent Каждый Hill она напоминает. кто-то свое что-то видит здесь, наверное, да? Здесь много негатива. Это, Да. наверное, в ингушских реалиях рождаются вот такие... Мне кажется, это что-то из 19 века, или, да, 19 века, наверное, российского. Вот что-то такое. Очень красиво, необычно. Ну, художники это не дизайнеры, они не будут спрашивать, что вам нравится, они будут делать то, что им нравится. Так что вот А подождите, какой а есть, такой если- есть. Вот этот переход здесь какой-то, ну не знаю, слишком... Переход от этого... Да, то есть как будто бы фотография в центре вставлена, а здесь... А ты на перила посмотри, перила чуть заезжает на это. На Так, не заезжает, ребята, это зеркальное что? отражение. Я Это прошу продолжение прощения, в другом- конечно, но в другом, типа... если бы к Ван Гогу придираться, мы бы сказали, у него стулья кривые стоят на картине. Так что это художник, как я сказал, здесь Не, нельзя ну, вообще обсуждать технически можно. ничего говорить. Тут Нет, либо Джабраил вам правильно вы говорит. чувствуете Здесь что-то, либо не чувствуете, вот и все. Ну, это Джабраил- типа две вселенные, реальность, типа, и какая-то Тут что альтернатива. имеется в угодно виду, может что- быть. Про на реализацию, стекле как это может быть. сделано. Так, Он да, говорит, что давайте. здесь видно, что вот прям граница фотографии плюс от руки то, что человек сам нарисовал. Интересно, Это как очень- это нарисовано? Это на бумаге нарисовано или как-то? Это похоже на бумагу, честно говоря, на пятна на бумаге. Ну, это очень это круто может быть сделано, кофейных необычно. Ну, пятен, это да. коллаж. Больше увеличить нельзя, Берт? Подожди, увеличить нельзя? Смотрится. Нет, не получается. У меня в браузере увеличится. Ну, ладно. Нажми правой кнопкой открыть изображение просто, нет? Прям на А, у тебя есть Там- полный размер сверху, кстати, кнопочка. Через Вот, Ctrl покрути, или у тебя там MacBook, да, через Command мышку. Мгм. Вот теперь А. можешь увеличить. Ага. Я не понимаю, что хочет там Джабраил увидеть. Может, кота где-то Ага, спрятавшего за дверью. Я хотел понять, это центральная часть нарисованная тоже, или это все-таки... Нет, центральная видно, что это фотография. Может, человек сам нарисовал две части и склеил их вместе. Это обработанная Возможно. фотография. То есть Обработанная, человек да, но над может, фоткой всё-таки- поработал. Тут Мгм. есть, да, видите, вот пиксельные перила там увеличены и так далее. Но Но он подбор, видно, подбор что, да. фотографий, все это. Ну тут, короче, да, человек. Походу, это это Photoshop смешивает, все-таки. Это... перемешивал. Может, мы ничего не понимаем, и это стиль такой есть, уже Да, существует. мы ничего не И понимаем. так Слушайте, делают. Техника трясущихся рук использовалась. наверное. Послушайте, согласитесь, что это, ну, пока что самое креативное, что мы видели из всего. Из Ну, вот этого. я для себя Это точно классно. определил. Навязывать не могу, но обработал ли человек, фотографию ли он использовал. Это тоже надо уметь использовать и найти, подобрать фотографию, высказаться в конце Да. концов. Так что Да, я да. для себя, например, отметил, что работа действительно достойна.
А мне тоже Давайте нравится. не забывать, что уже 30 минут прошло, давайте более активно и Быстрее. покороче, да. И тоже интересная работа, только я не могу понять, это там Давайте я тоже человечек? раскрою. Ага. Это человечек, да, типа там такой? Или Чучело Уже или что? тут уже идут Ну, это опять же абстракция, наверное. Имеется Да, в виду да. человек, ну, его типа сердце, душа, карандашом не или знаю, углем что. рисовали, да? Углем? Как Ничего себе, у они, нас есть люди, которые углем рисуют. ну, знаешь ли, всякое у нас бывает. Прикольно. Тут, да, Ну, Хотя, пожарил шашлыки, остался уголь. Взял. а тут, Нет, ты по-моему, знаешь, ковер, что ли, да? Посмотрите, перед ним какой-то зеленый ковер или что? Человек молится да, во мраке или что это? точно, Тут да. каждый, Скорее как я всего. сказал, всякое можно увидеть, Какой его жизненный путь, Мгм. и, который потом восходит м, наверх. да, и в этом жизненном пути человек молящийся. Субханаллах. Красиво, Очень видите, еще высокое. свет, он как бы на него сверху свет светит сзади, подсвечивает, и типа Происходит. луч. Дорога вверх, да, идет, типа, Там помолился и вверх дорога. пошло. Ну, я имею в Фактура виду мне жизнь, я нравится, не вот знаю, как что это. фон оформлен. Мгм. Короче, Это человек очень, художник, что тут говорить. очень круто. Я думаю, мы даже не можем это по достоинству оценить, потому что мы в Ну, художестве мало представьте, чего в рамке понимаем. у вас висит над кроватью такая. Смотрится очень здорово. Мне Даже нравится. смотрится. Да, сразу нас тоже не осуждайте, что мы там критикуем. Ну, художников реально сложно критиковать, тем более нам. А мы все-таки по другой части немного. Так, еще одна работа Так, от Розы следующая Хамхоевой. работа. Мгм. Так, Адам, у тебя там звук такой. Да. Давайте я Адам заглушу. сдулся. Вот так. У Адама как будто кто-то говорит «Ч-ч-ч-ч». Адам, если что, я тебя здесь зовут. давайте продолжим. Да. Роза Хамхоева прислала вот такие две работы, да? Работа такая тоже немножко депрессивная. Мгм. Я не понимаю, может, это персонаж какой-то. Ну, это эльфийка, видно сразу по ушам. Да. Волосы эльфийка, да. сзади. Ну, На фоне похоже вот на картину, по-моему, да, есть ингушская, где они вот, в период репрессий, когда ссылали момент. это не факт. Ну, возможно, да. Не факт. Адам, я тебя размутил, если что, можешь тоже. Похоже, я говорю, я не Мгм. знаю. Реализовано круто, цвета хорошие, но я сейчас не понимаю. Считать тяжело мысль, да? Нет, и мысль, но и вот я не любитель депрессивных, таких негативных картин. Я не понимаю. Я смотрю на эту картину, у меня сразу же возникают в голове очень плохие ассоциации, какие-то ужастики. Но оценители может быть, оценят. Следующая работа. Мгм. Интересно, даже стену подготовили, да, стену? Чтобы смотреть. Тоже очень депрессивно. Ой, в стиле нашей Сложно современной... сказать, что пытался передать автор. В стиле России, хотел сказать, современной. Может, то, что типа мысли передаются через молчание, вот что-то такое, у них рты закрытые. Угу. Ну, типа в Прикольно. молчании больше типа смысла, нежели в, не знаю. Ну Это да, креативность, щупальца знаете. или змеи там, или это просто такие Типа люди, которые близкие по духу, они общаются не ртами, а мысленно как-то. Или им запрещено общаться в таком мрачной реальности. Они ничего не могут говорить. И знаете, что я заметил? Понимают и все. У левого персонажа более острые черты лица, а справа более мягкие. Значит, Ну, это Это мужчина и поп женщина, даже. так и должно Ага. быть. Прикольно. Даже на это как-то обратили. Так, давайте следующую тогда работу. Кстати, я заметил, что черты лица на второй картинке, и вот эти черты, они очень схожи.
У него Мгм. один персонаж может. Так, следующий. Тут какая-то Салон красоты. иллюстрация. Мгм. Сразу же хочется сделать напоминание, что рисовать живые существа, изображения в исламе запрещено. Мгм. Тем более женщин не Призываем покрыта, еще да. раз. Нет, Типа, даже дело не в том, что женщина покрыта. Дело в том, что здесь живое изображение. Насколько я знаю, если там какую-то деталь, рот, нос или глаза, если убрать, то это уже допускается. А прям Мгм. когда полные черты лица, это нельзя. В Мгм. общем, Ну а так, с точки работа... зрения креатива, что-то... Неизвестно, это человек сам рисовал вот эту иллюстрацию или это какая-то сток, какая-то иллюстрация. Не, мне кажется, она сама рисовала для Инстаграма какого-то. В любом случае, я не думаю, что человек стал бы на конкурс отправлять что-то со стоков. Это же, Ну да. Ну, Джабран, тебя замутил, у тебя со звуком что-то было. давайте будем считать, что это нарисовано. Ислам, ты будешь бы мучить всех. Следующая картинка. Просто поменьше шума старайтесь делать. Это Берт. Берт, не шуми. Мгм. Окей. Так, Sweet Много Stash. говорит. Ну, смотрите, это иллюстрация чисто для, мне кажется, для Инстаграма. Ну, это рекламные иллюстрации. Прикольно Stories. сделаны, да, для сторис, возможно, для постов даже. Красиво сделано, аккуратно. современно. Так и не Современно. скажешь, что кто-то в Технические нас ошибки опять же есть, но прикольно, да. Статистика интересна. Так, Мухаммад Аджиев аж архив прислал. Ну, это сразу в госархив отправляйте. О, это Ого. тема Адама. Мгм. Адам, это Что твой, сразу ты Адам? под псевдонимом прислал. Эту башню уже достали, извините меня. Аджиев, кажется, Во сне раскололся. снятся. Ладно, признавайся. А здесь рендер башен. В плане техники оценивать, наверное, не будем. В плане Технически креатива- человек топологию соблюдал. Все, молодец во всем. Да, над рендером можно поработать, хотя уже сейчас такие рендеры существуют, которые за тебя все покрасят красиво. Мгм. Но вот топологию, вот умение это я бы оценил, если бы у нас технический конкурс был бы. Мгм. Текстуры единственное, мне не очень нравятся, они не очень качественные. Ну да, это нулевые. Тут проблема даже не с самими текстурами, а тем, как эти текстуры дальше уже с текстурами поработал. То Мгм. есть технология не совсем правильно, карты неправильно распределены. Но креатива, увы, здесь, ну вот башни, горы и все такое. Да. То есть проблема с материалами. Ну, отличное начало, так сказать. Но Для человек до рендера дошел, это уже какой-то путь. Да, приятно, что через этот конкурс мы узнали, что очень много... Ребят, подожди. Мы вот пропустили креативную часть. Вон в правом углу посмотрите. Пограничная А, башня Всего. Сразу 5 спряталась плюсов. где-то там. Как она туда попала? Это можно... это текстура, фотография. Вырезать забыли. М. Это фишка была, И наверное. все равно прикольно, пускай продолжает. Мухаммад Аджиев, отлично. Дальше. Так, следующие работы. Это я вижу рукоделие. Блин, я Тоже думаю, можно неужели считать дизайном. Да, почему нет? Видно, классно, что Красиво эти штуки, сделано. да. Это же такая тонкая Здорово. работа, если я правильно понимаю, да? Вот эти шаблоны существуют, по-моему, брелки вот эти, куда вставляется. Но вот эпоксидкой заливать, находить вот такие цветки, составлять Такие композиции. маленькие цветки. Ну, сделано, Это да, да. на выходе все смотрится очень эффектно. Очень круто. Еще вон, это закладки или что там? Мне идет? нравится. А как их... Закладка это- тут. Ну, ладно. Мгм. Милота, что? Конкуренцию хотел составить. Как делать это? Я тоже хочу. Не, прикольно на самом деле. Вот, не знаю, такое тонкое искусство. Это замороженная красота в эпоксидке. Прикольно. Классно. Эти, да.
Сразу вспоминается, как в школе собирать надо было, как назывались, почему-то в голове бакенбарды крутятся. Как назывались? Сушеные цветы. Бакенбарды, Так, нам прислали, Это в 70-х, наверное. Все, переключаемся. Прислали Гербарий, нам, гербарий. Вот. ребята, Берт, я извиняюсь, но Всё. бакенбарды с гербариями перепутал. ребят, Подождите, Пожалуйста. Дальше поехали. А кто прислал работу? давайте смотреть. Прислали работы на тильде, две работы, 2 сайта. Как зовут? Так, как зовут? Тангио Эсет. А, На тильде. Сложно очень оценивать сказать, такое. это шаблон или с самим человеком это все сделано. Вот эти вот Дизайн. размытые движения, анимация на фоне. Сейчас почти все конструкторы тебе это прям в коробке предлагают. Так что тут главное не испортить хотя бы, да, не испачкать все это. А креатива, увы, очень сложно назвать что-то сегодня. Ну, рассматривайте плане. работы так, что они сделаны с нуля. Не нужно думать, что... это Минимализм, какой-то да, аккуратная работа, да, исполнение, да. Креатив, вот тут Вот, допустим, здесь на логотип идет Зараф, да, он как-то не, он с чем он вообще у нас играется? Выше подними, Бер. Вот, с чем он пересекается по стилю? Вот единственное, справа сейчас была, чуть ниже справа. Вот здесь С вот этими есть какие-то элементы есть, которые, да, и кое-где линии встречаются. Ну, непонятно, что за сайт вообще. Хороший дизайн, Очевидно. очевидный, классный дизайн невидимый. А вообще о чем сайт, непонятно. ну, не видно. Это студия дизайна или веб-студия, наверное, что-то такое. А нажми сервис, что это? А это не Там работает. пока еще, да, ссылки Ну, пока еще ничего не сделал. Здесь, мне А кажется, вот это какой-то- что за Enter на все напрашивается нажатие? Ничего нет. Нажми ты Enter, Нет, что произойдет. ничего не Ничего не происходит. будет. Сделано. Не Неплохо. кликай. Мы дали шанс. Вот недоделанный строй сайт. Да. Дальше следующий. Ну, шрифты не очень прямо скажем. Так, мы подберем украшение под Ювелирные ваши... изделия. Ну, здесь уже понятно, что за сайт. Мгм. Ну, так, аккуратно, чисто. Не знаю, просто опять-таки такой. шаблон это или человек сам это все делал. Ну, в принципе. Берт, а Ну, что здесь- ты посоветуешь? Подождите, я сейчас скажу. А что Нет, вы не надо, посоветуете? сам не делай этого. Берт, что ты посоветуешь ребятам для того, чтобы вот развивать креатив, браться, например, можно взять там на Behance зайти, да, взять популярную какую-то работу, ее повторить и вот как-то прочувствовать, да, какую-то нить, которой пользуются другие, ну, профессиональные дизайнеры, креативные дизайнеры. Что бы ты посоветовал для развития именно креатива? Ну, стопроцентного креатива, но человек не может придумать какую-то идею прям с чистого листа, чего-то такого, чего не было вообще нигде. Потому что все, что мы придумываем, это комбинация каких-то там кусков, каких-то идей. Там что-то увидел, здесь что-то увидел. А вот именно вот это комбинирование каких-то там идей, у тебя появляется какая-то насмотренность, библиотека каких-то образов в голове, и ты из этой библиотеки строишь из кирпичиков что-то свое, что-то необычное, да. То есть самое главное – это необычное. насмотренность, да? Никогда не понимал креативности вот этой вот в веб-дизайне. То есть я считал, что это информационный портал, там нужно хотя бы найти что-то, информацию без проблем, да, прочитать, и чтобы глаз не раздражал, чтобы было все чисто, аккуратно. Ну, это зависит от того, какой сайт, какая у тебя задача стоит. Допустим, Согласен, если ты делаешь именно информационный портал, то там на первый план выходит UX, удобство для пользователя и так далее. Если у тебя задача произвести вау-эффект для зрителя, тогда нужно уже что-то такое mind-blowing придумывать. Поэтому это зависит от контекста. Согласен. Так, давайте следующую работу. Спасибо, Тангиев, спасибо, что прислали работу. Следующий Даль Акерман нам прислал.
работу. Только давайте настоящее имя его посмотрим. Пугоева Даль. Ага. Так, иллюстрация, походу. Нет, это сайт. Видите, походу. можно в Верстка. полный размер. Брошюра, Очень. по-моему. Сейчас загрузится. Угу. Это на сайт все-таки похоже. Там типа подвал есть. Угу. Это есть. Угу. Прикольно. Конечно, опять-таки, как профессионально, если оценивать, то есть чему придраться, но мне очень нравится, как подача вот этой стилистика подачи. Я не видел, чтобы башню горы ингушские вот в таком стиле креативном подавали нигде. Да, есть стилистика Здесь хорошая. очень иллюстрация прикольная, цвета, сочетание прикольно. Угу. Переход от день и к ночи, как переходит через арку, тоже прикольно. Угу. Здесь, правда, немножко так сыровато надо дело. Да. И сразу видно, что человек иллюстратор, и у него опыта в иллюстрации намного больше, чем в веб-дизайне. Ну, так, Ой, фотография. интересно. Да, дальше Ну вот фотография. если бы это еще здесь, отрисовали, кажется, классно было бы. пояснение было какое-то. Сейчас Ну, вот, кстати, ему бы объединиться наверное, с UI-дизайнером, и уже совместно можно было бы интересно работать. Да. Сайт-визитка для англоязычных пользователей с целью рассказать кратко об Ингушетии, чтобы люди захотели узнать больше и подробнее захотели увидеть Ингушетию своими глазами, заинтересовали посетителей, туристов. Это Ну, к предыдущей к этой работе, да? Угу. Да, к этой, я думаю, да. Ну, как Здесь иллюстрация есть креатив. классно сделана. Ну, как сайт, конечно, можно придраться. Но здесь есть креатив, Хорошо. самое Да, главное. креатив Мне есть, нравится. согласен. Так, что тут еще? Там еще была работа. Это просто мокап. Она показывает в мониторе. Дальше следующая работа. Рашид. Иллюстратор открыл в конце. Это первое, что я сделал. 3D Max. Короче, недоделанная работа курса в 3D Max. Это визуализация комнаты, спальни. Недоделанная. Опять-таки, здесь можно только оценивать технически. Адам, может быть, как-то оценит. В плане креатива здесь я Мне ничего бы не знать, вижу. что именно здесь недоделано. Вот материал на этом, как это называется, одеяло, тут Имеется в виду, наверное, ровность, по дизайну глянцевость. комнаты он еще что-то планировал сделать, потому что те же обои здесь, То по-моему, есть мне слишком интересно узнать, он хотел шумные. ли покрыть эту кровать нормальным материалом, или задумка как раз вот в этих глянцевых, непонятно, резиновых, кожаных подушках, одеялах. Они же изначально, хотя, в принципе, Ну да, да. видно, что, скорее всего, еще текстуры надо было доделать. Да. Освещение вроде бы сделано. Интересно, Обстановка сделана. какие ощущения спать под таким кожаным одеялом? Не, оно просто изначально сразу кожаное, потом ты уже сам подкручиваешь вот эту глянцевость, не глянцевость и так далее. Ты там работаешь над этим. Это уже чуть-чуть Так, физики ладно. материалов надо У разбираться. него еще тут логотип Ladies Room. Дамская комната. Ну, здесь Ну, эти две О такие. Да, смещенные причем. ну, здесь Логотип такой средненький. да. Ну, видно, что опыта нет в логотипах. Это продолжение комнаты, другой угол. Так, это уже Ну, прикольно, кажется, даже вот особенно подголовник, вот эти отражения, все как будто настоящая визуализация. Тут видно, что еще, скорее всего, делали штатными каким-то, или рендер Арнольд, или Корона. И они не очень, они Не трудоемкие. прорендерился до конца. Да, там еще denoise нужно сделать. Сейчас есть китайский рендер, D5 рендер, по-моему, называется. Он вообще отлично все делает, вот это все на раз-два. Есть Twinmotion тоже. В принципе, я на курсах преподаю такие штуки. Можно легко сделать очень реклама качественно. была.
Ты сам вырежи это, пожалуйста. Проскочила реклама, не успели уже. Пускай, почему нельзя? Можно? Реал-тайм маркетинг. Я просто не успел подумать, что Нативная реклама реклама называется. проскочила. Адам Так. Костоев преподает 3D-моделирование, правильно? В учебном центре СОУ. Почему нет? Такие работы, если кто-то хочет делать, пускай обращается. Просто бывает же, люди думают, что они одни, нет им помощи, думают, вот я Да. страдаю. Я в свое время сидел так и сам мучился. Оказывается, если есть человек, который может прийти и узнать какие-то вещи, почему бы нет? Согласен. Ислам Кацуев прислал нам логотип, который он делал когда-то в 2018 году. Снято так, как будто он где-то какого-то быстро Кого-то попросил, да. снял. С китайского завода вынес фотографии айфона. Не, он написал, что у него в данный момент доступа нету, он поэтому сфоткал. Но если нужно, может прислать. Ну, я Это говорю, нужно. 2018. Можно предположить, что какой у него скилл сейчас, если тогда он мог вот так вот аккуратно все скомпоновать. В смысле, тогда Ну да. разве было Ингушетии 30 лет? Вот не знаю, может, Государственность 30 лет как раз может таки, на по-моему, в будущее этом году. закинул, будем прошлое. Сейчас я чекну. 30 лет Ингушетии. Единственное, может, он шрифт, готовился. как всегда, шрифт у нас все портит. Вот и солнце хочется как-то отцентрировать, наверное. Раз уж ну, всё это симпатично. такой логотип в виде геральдики здесь. Но даже в геральдике ты И какие-то соблюдаешь равновесие. Если солнце с одной стороны, то Ну с другой да, стороны что-то да, еще да. должно. Гора, не гора. Баланс. Одно Ну единственное. так, давайте чуть-чуть. нормальный логотип, что еще сказать. Креатива особого не вижу, но как логотип нормально. Так, дальше следующий. У нас еще много работ, а времени почти час уже прошло. И я предлагаю вторую вот работу логотипа может перенести на следующую. На завтра? Давайте на завтра. Ну, я говорю, да. Очень Просто много. к нам подключился уже Элмарс Чербижев, я подключился? его могу даже... Да, уже подключился. Это заказчик конкурса, поэтому, мне кажется... Давайте завтра продолжим тогда еще. Давайте спросим у Элмарса, сейчас я его добавлю в эфир. Он хотел поучаствовать в этом деле, поэтому надо еще. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Элмарс. Не критично дела, ничего, алхамдулилlah, все хорошо, все спокойно. Вот слушал ваши доклады, очень понравилось, как вы их разбираете, понравились работы, действительно были интересные очень. И в начале вот это вот с небом, да, там и картина. А касательно конкурса по логотипам, сегодня можно, завтра не принципиально, единственное, до 7 часов я занят, поэтому если можем, будет до, то будет до, если будет так. после, то я, наверное, возможно, подключусь. Вот. После мы можем в 7 часов, да, начать без проблем. Если получается, хорошо, ничего такого принципиального не было, я, в принципе, и текстом мог бы написать то, что я хотел написать, просто объяснить некоторым дизайнерам, да, которые работу делали. Где-то были очень интересные работы, где-то они были прям до последнего, да, там хотели их выбрать, но они были не по ТЗ, поэтому все-таки отказывались. То есть очень большая чехарда там была, и я хотел объяснить, почему именно та работа, которая победила, она была выбрана. Вот. Глазами заказчика, да, может, со стороны дизайнера это не очевидно будет, но как вот три владельца, да, почему они делали именно такой выбор, зачастую не очевидный. Вот. Чтобы мы успели разобрать каждую работу, там тоже много работ, поэтому Да, кажется, абсолютно не спокойно принципиально, уже. абсолютно не принципиально, Да. поэтому... Можем сделать вторую часть нашего сегодняшнего подкаста. Сделаем, иншаллах, завтра. Что у нас уже почти час прошел, мы половину работы только разобрали. Давайте тогда... А если ты хочешь, Элмарс, можешь с нами поучаствовать. Если нужно идти, можешь... Не, я абсолютно свободен. Ну, вы специалисты, я просто так, как зритель, слушал. Окей. Давайте тогда следующую работу разбирать. Я не дизайнер, интереса ради решила сделать. Все это сделано на телефоне. Короче, она объясняет, как она все это делала. Это типа мем.
ребята Уважаемые, на удаленке. дизайнеры будущие, крутые дизайнеры, я бы хотел вас, пользуясь случаем, попросить. Смотрите, телефоны – это не серьезно. То есть работа делать на телефоне можно, но если вы хотите прям на полную катушку стать дизайнерами, нельзя себя загонять в рамки. Если у вас, например, проблема с компьютером, да, вы всегда можете взять в руки карандаш, бумагу, краски, кисти и так далее и творить таким образом. Но когда приносят там что-то сделанное на телефоне, ну, нельзя на полном серьезе это как бы воспринимать. Это скорее, я даже не знаю, как это назвать, в общем. Ну, Какие-то наверное, человек развлечения, хотел наверное. что-то показать, и нашел доступный метод, как это сделать. Я больше это говорю, потому Да. что мне жалко, не потому что я их не считаю там, мне жалко, таланты пропадают, потому что не в том месте себя реализовывают, понимаете? И стараются. Ага. Да, и Да. стараются не туда, а потом еще и огорчаться. Лучше Так. сразу. А смысл этого Так, мема? здесь мы будем юмор оценивать, мне кажется. Давайте. Когда ты на удаленке, утро созвон, завтрак, работа, видосы с YouTube, обед, в 2 созвон, ужин, работа, По-моему, ночью. автор этой работы за мной подглядывал как-то. В принципе, вот Что-то это тут явно с Правда с меня жизни. сюжет списан. расклад дня всех удаленных работников. Практически, почти всех, не всех. Даже офисных тоже, по-моему, нет? А вторая работа что там? Вторая работа – это логотип. Ой, ну здесь, Она конечно, там всё писала, странно. что не смогла реализовать то, что хотела, потому что это было на телефоне. Здесь как бы А, Вот видите, буква опять телефон М, сердце. палки в колеса ставит. А ведь могла бы, В наверное, интернете такой реализовать шедевр то, что выдать. у тебя в голове. Да. Ну да. Лучше всего позволяет перенести мысли из головы, визуализировать. Лучше всего это делать на листочке. Вот, Потому что у тебя вот полностью в ру- согласен. ру- полная свобода. Лучшее изобретение человечества – это карандаш, бумага и влажные салфетки. Вот 3 вещи, которые человек изобрел когда-либо за всю Но не историю. только влажные, да, есть, Да? и обычные салфетки. Есть обычные, но влажные они вообще зашибись просто. Ненавижу влажные салфетки. Мне кажется, после них у меня, наоборот, пачкаются руки. Так. Так ты, Бет, не грязный, используя, которые только из коробки. Ты из упаковки попробуй пару раз, тебе понравится. Значит, мне продали такие грязные салфетки. Так, Так, а следующая работа от кого? дизайнер Беко Асия. Ася, ага. Давайте. Прикинь, в Word формате. Так, домик Домик пиратов. в Задача бухте пиратов. развивать Так. воображение, творческие способности детей, улучшать коммуникативные навыки, учить детей работать в команде. Понятно. Это какая-то игра для детей, значит. Мгм. Нет, это здание бухты. А, это В архитектура. этом здании будет для развития детского. Мгм. Кстати, Ничего вот это себе. и есть креатив уже. Вот прикольно сделано. Это Единственное, концепт, архитектурный Да. концепт, да? Или это уже Да, скорее всего, готово? концепт, я думаю. Это как бы типа корабля, это иллюминаторы. Да, под корабль делалось. Прикольно. Так, это у нас Домик, веревочный Генплан. парк, тир. Мгм. Где это? Где вдоль Бакинки, что ли? Где амфитеатр? Или где это планируется? Видимо, там Пол, где-то. Да тут много мест, много всего оказывается. планировка. Внутри. Комната вожатых самая большая. И знак из Pirate Bay, Шучу. да? Пиратский логотип пиратского сайта. Да. Засветился. Да. Кто узнал, А, что понял, это это- Нормально. Ну, Ну, прикольно. сундуки вон, я бы там задремал бы. Прикольно. Много дерева, экологично. Да.
Сундуки тут. Карта под ногами, Даже вот. сундуки Вот сделали. такой пуфик я видел вчера в Инстаграме, реклама была такого пуфика, как на него прыгают. Теперь он Так. здесь. В работе. Не, оформление реально интересное, то есть Мгм. все в одном Да. стиле выполнено. Это бочки, типа, вон там. Вот с жалко, видом когда вообще. такое видишь, а оно не реализовано. Вот, бывает обидно, так Да. хочется. Не хватает Можно туда сходить. Балок не люстр, хватает. да, Мне люстр, хочется туда балок. балки пустить. Вот. Да. Мгм. Так, давайте еще что там есть. Прикольная работа. Веревочная зона для активных развлечений. Дартс. Дартс в виде этого штурвала сделаны, кстати. Прикольно. Так, это Бекова Ася, да? Мгм. Можно ли нашим дизайнерам как-то сказать, чтобы они, ну, так и хочется им кое-где подсказать, и их работа станет вообще прям зашибись, Да, да? И подскажи. чтобы они к нам или обратились, или объявились где-нибудь. Мы бы им посоветовали. Я уже даже не рекламирую наш учебный центр. Мне просто Я хочется. предлагаю мастер-класс, бесплатный семинар какой-то провести, встречу, может быть, митап, где мы все будем присутствовать, и все, кто вот участвовали, смогут Можно. пообщаться. Какой-то Пускай следят семинар за нами, провести. мы обязательно такие. Вот сейчас потеплеет, настроение появится такое Да. весеннее. Мы прям разгуляемся, я думаю, на эти Мгм. семинары. Это уже то же самое. Если Так. что, можно будет им рассылку сделать в ответном письме. Да. Так, следующая работа. Кто прислал? Сейчас здесь 2 файла было. Сейчас посмотрим, что это. Второй файл. Мгм. Уже совсем что-то другое. Это уже не Футуризм какой-то. Это уже моделирование, кубизм не какой-то. архитектура. И Это мне еще картина. интересно, это прям картина, да? Тут трещинки, видите? Тут прям Мгм. Это масло, картина масло. маслом нарисована. Мгм. Так, я не пойму. Это Что это тип вообще? светильника, что ли? Может, это какая-то известная картина, и из этой картины человек взял и сделал вот этой штуки, он взял и замоделировал ее. Да, Так, скорее Мгм. всего, так. похоже, да, на то. А нету пояснительной записки? Но ниже еще прокрути. Дальше прокрути, увидишь. Только- Ну, если так, то действительно любопытная мысль. Да. Вытащить из какой-то абстрактной картины и реализовать. Какая-то абсурдность тут, дадаизм, есть такое направление. Мгм. Концепт фонаря, получается. Ну да. А здесь то сложнее есть было картина- разобрать. Для изысканных искусствоведов. Мгм. Не, это Ну, интересно, кстати. Вот, Необычно. есть картина известного художника. Никто еще не пробовал, наверное, такое сделать. И вот человек увидел и подумал, а что если сделать? Мне прям саму 3D-модель этой захотелось штуки? что-нибудь А что повытаскивать если из картин. это... Да, кстати, что если ее картина, нет? Не думаете? Есть пояснительная записка там в письме? Да, вряд ли это ее Сомневаюсь, картина. сомневаюсь. Это можно проверить просто, но не будем на это тратить время. Не то, чтобы мы под сомнение таланты ставили, да, может быть, и ее, конечно, что было бы невероятно, но У нас Скорее, подобные вещи, похоже. кстати, не делают вообще в плане вот, там, в городе не ставят какие-то такие вот сооружения интересные. А зонтик? В Европе, в Европе есть магазин? такие. Не, ну это просто зонтик. А вот бывает, чтобы это как произведение искусства какое-то. В Европе эта тема развита, то есть, казалось бы, вообще не вписывается с одной стороны. С другой Кстати, стороны, с смотрится Магасом интересно. Часто такое бывает. у нас, Да, конечно, это больная Европа. тема пестрая. Загнивает это Европа. В одном месте зонтик, в другом Англия. Зайдите в чат, Всё, что- пожалуйста. Кто это пишет? Это корзина? В общем, это И вот комментарий. Это картина художника Пауля Клие, с которой я взяла идею. Мгм. Это пишет товарищ, как раз, Ася Тушканчикевич. Что мы не так? тут 3 часа обсуждаем, это ее картина или не ее картина. Ну, не веду Прикинь, туда. приписали ей какой-нибудь Не, очень Уже Ну, прикольно. это было очевидно. что Молодец. сказали. приз выдали. Представь, как бы расстроился Пауль Клие. Ну, там, гробу, наверное, во всем.
То есть вы считаете, что у нас не могут быть подобного уровня художников? Могут быть. Вот вся суть в том, что могут быть, они являются почему-то. Ну, можно же что-то такое выдать. У нас Ну, школы просто- нету подобной Да просто. не нужна школа, не было ее, ни у Пикассо не Как было, ни не у Ван было? Гога не Почему, было. почему все художники из, там, не знаю, Голландии, там, допустим, в основном там... Да это Ничего ваша подобного, Голландия. ничего подобного. Они Ваша брали Голландия. мусор и просто Да, высказывались на холсте все, что чувствовали. Конечно, они были Нет, бедные. нет, кому это там, как школа. У зайдет. них у каждого было, у Рафаэля были свои ученики, которые далее делали картины. Это школа, извините, это не Хорошо, так все хорошо. просто. Давайте продолжим. Вот у нас сейчас Да, школа, Индии. видите, вот Школьный школа сайт. слова, да, у нас сейчас? Секунду. Смотрите, Муса Индиев прислал. Здравствуйте, представляю вашему вниманию мои проекты «Школьный сайт», «Личный кабинет учащегося» и интерфейс для серверов в компьютерной сетевой игре. Проект «Школьный сайт» выполнялся 3 дня. Работа была сделана в 2 этапа: создание дизайна, анимирование дизайна. Проект «Интерфейс для серверов в компьютерной сетевой игре». Вся работа выполнена в программе Adobe Photoshop 2020. Обо мне Индиев Адам. Подписывайтесь на Instagram, кто видит. Давайте посмотрим. Видимо, он 95-го года рождения, скорее всего. Сейчас узнаем. С чего-то это. А у него почта там 95 моя. А может, Просто и регион. интересно было бы, если бы это школьник сделано. О, ничего себе. Тут и звуковое сопровождение, если я не знаю, передается или нет. Оно интересно, ты нам У меня напиши. звука нет. Если ты прервешь трансляцию и заново начнешь, там есть галочка «Передавать аудио» этого Да компьютера. не, мы Очень как бы- прикольно сделано, кстати. Вот первые 2 анимации. Так. Не, ну это очень круто. Мгм. Так, на фотошопе и на чем было сделано? На фотошопе все, говорит, А, сделано. чисто на фотошопе, да. Ну да. Ну, это много работы, если на фотошопе анимацию делать еще. Фотошоп сейчас что только не творит, там и Это что? видео, и 3D даже делает. Вот. Стоит ли ему это делать, вот это уже вопрос. Стоп, вот здесь паузу. Мои достижения через «я» написано. Ну ладно, это просто поправка. Это когда ты все слишком хорошо делаешь, начинаешь уже пиксели видеть там. Так это все-таки школьник сделал, видишь? Это очень круто, и в плане юзабилити здесь все удобно, понятно. Заюзать всё кнопки Photoshop эти. через такое. Ну, ориентирован конечно, на школьников, я так понимаю, и реально очень так вот приятные цвета. Очень прикольная идея, Вада, молодец. Если правда ты нам пришлешь еще проект фотошоповский, так, чтобы мы убедились, просто очень круто. Свяжись с нами. Даже короче. вот выбор, блин, очень четко, мне очень нравится. Главное, у этого Это человека есть очень сильное терпение, я так чувствую. чувствуется, вот видишь анимация какая, причем когда наводит на кнопку. Здесь Там это не наводкой делается, а ты реально анимируешь кнопку и стрелку сам анимируешь. А вот он в комментариях В пишет, Photoshop да, мне нет 15 интерактивности лет. такой. Там есть Photoshop файл, говорит. Мгм. Интересно. Типа мышка доехала и типа заанимировалась кнопка. Да, То он есть говорит, видно, ему 15 что лет. дизайн это явно ему надо идти Да, дальше, ему нужно развиваться. новые Ну, инструменты осваивать. Такой да, талант. советую Упёрся очень в из Photoshop. Photoshop переходить на фигму, если ты будешь заниматься дизайном интерфейсов, то На обязательно фигму, в переходи на After Effects можно И прыгать. в After Effects, да, ты можешь, есть плагин из фигмы, можно закидывать в After Effects в виде векторных шейпов, и там уже в After Effects делать какие-то анимации, которые хочешь. Это он, получается, прям в фотошопе сделал сайт, да? Ой, Егор, ты с нами. Он видео Да, сделал. я слушаю, я просто... Я сначала, когда вы про фотошоп начали говорить, я думал, это прикол такой. Анимация в фотошопе, там, сделал все на фотошопе. Я потом понимаю, что это не прикол, и вижу то, что я вижу. Я просто с фотошопом работал очень давно, и там такого явно не было. Сейчас уже есть, сейчас- сейчас видео можно. Да, это прям удивительно, удивительно. Так, интерфейс Sizen MTA. Что это такое? Это Да. похоже на игру? Один экран, и сделан сайт в виде игрового такого экрана. Есть карты. Не, там написано скорость. было, там в комментарии к письму он написал, что это. Это интерфейс для серверов в компьютерной сетевой игре. Угу. Как Need for Speed, типа, наверное. Типа этого.
Нет, я тебе конструктивно. Интерфейс Так, для интерфейс. серверов. Если это интерфейс для серверов, тут карта просто имеет... Смотрите, он уже свою студию запустил. Андреас. Да, он же студию свою открыл. Спидометр еще можно было там как-то пропускную способность А он напишет в показывать. комментариях, если что. Давайте следующее продолжим. Эту работу надо отметить, конечно, хорошая. Так, дальше. Обои. Абуев Мухаммад. Инстаграм очень тяжелый, но я стоит особо не пользуюсь, поэтому там мертвый ак. Если можно, анонимно. Все уже проверено. Автографика. Прости, брат. Не получилось. Не Да, получилось. можно, конечно, без проблем. Берт, эту фотографию поставь, где этот Зюгов черный, где он стирает память. Что-то ламповые времена мне навеяло. Вот Очень, да. эти компьютеры квадратные. Здесь в Скромно, игрушечном стиле все сделано. Мгм. скромно кодишь себе какую-то простенькую программку. Не то, что сейчас. MacBook Изометрия. Да, да, как да, я да. понял. Изометрия и ортографика обычно в 3D называется, ортографический вид. Я имею в виду перспективу здесь. Да, да. Бесперспективно. Бесперспективняк. Короче, Бесперспективная Мухаммад- работа. Следующее. Без Не, перспективы. мне очень прикольно, почему. Здорово. Следующее. Здесь тоже изометрия. Но этот чувак в играх должен работать. Он где лазит вообще? Там Ты его так на работу щас- приглашаешь? Так Да, я ему напиши в чуть ли Инстаграм. не создать предлагаю рабочие места. Если у человека есть такое видение, сейчас там разрывают рынок из такой графики. У него хорошая работа с цветами. Мгм. Нравится сочетание. Здесь ничего глаз не режет. Приятно Вкус есть, ничего не испортил. Хочется. Да, съесть эту картинку, эту модель. лизнуть очень можно аппетитно монитор. выглядит. Сейчас в Японии появились такие мониторы, можно лизать. Что Зачем? первое, что... Вот Что зачем это, такого вопроса очень нет у японцев? Японцы реально не задают вопросы, просто Да. делают. У самурая есть только путь, называется. Вот всё. В плане креатива, что вы можете сказать здесь? Ну, Нет, стилистика, сама стилистика Минимализм. интересная. Да. Мне нравится, Да, что да, передается интересно. Советский Подожди, Союз. поле. На самом деле, там же Советский Союз отображен. То есть там тройка, да, это копейка, люкс, машина. Ну-ка, Но ну-ка, там- увеличь еще. Но момент такой, что там стоит скейтборд, вот на предыдущей фотографии. я Понимаете? пытаюсь увидеть, здесь? что за- что что за за, чай, что за да? чай, Словарь что за чай. Такой наваристый. everyday. Больше на кофе похож. Короче, По Мухаммад, этикетке напиши хочу нам, понять. напиши нам, что это за чай. Или Ну, Ну, Индийский посмотрите, чай как или провод, грузинский чай. клавиатурный провод, этот, как телефонный спиральный провод. Неужели такое? На самом было? деле, эта работа Интересно, дарит какие-то эмоции, вот, которые... Да. Интересно, вот тот, кто это делал, сколько ему лет? Подождите, следующую поставьте вот работу, вторую. Там еще вентилятор стоит, а попотеть приходилось тогда. Да. Вот, смотрите, это копейка же, да, люкс вариант. Да, Тройка называлась. копейка. А сзади стоит скейтборд, понимаете? И раковина у него лофтская. Это прям бомба. Это время перехода, понимаешь, когда Баскетбольный железо мяч. занавес упал. Коран Это в гараже аккумуляторное лежит. зрелище, которое... Мы открыли для себя. Собрались. Только-только начали открывать западный мир, культуру. Не, Ну, в классно. Москве скейтборды, говорят, в 70-х уже были. Поэтому Ну, там есть аккумуляторная дрель, я так вот тайно... Тут скейтборд скорее как символ идет. Хорошо, ладно, скейтборд был. А лофт раковины были? Нет. Так, давайте следующую работу. Ну, бесперспективно, как бы сказали. Это была шутка, на самом деле. Смотрите, пока мы сидели, нам еще работу прислали. А одну я Так. скинул, которую мне прислали на другую почту почему-то. Понял. Так, Гараж. это логотип, гараж, И автосервис. сразу машина нарисовалась. То есть, если бы я не Надо. прочитал, я бы, наверное, увидел машину. Но 17 Честно. лет У тому, меня кто делал. была товарищи. какая-то тактика, я ее придерживался, да. Можно я не вас знаю, помогу? немножко Так, ну креативненько кажется. Идея здесь. неплохая, но, опять же, Да. реализация, лишние детали здесь, которые не нужны были. Реализация Есть поцарапана, как этот логотип. К сожалению. Предыдущую работу сделал 17-летний парень, если что. Вот, если написали нам. Ничего себе. Да. А Очень круто.
Интересно, как он реализовал вручную или там с помощью каких-то скачанных моделей, это уже вопрос. Интересно, как ему вообще пришла идея сделать такой винтажный... Человек может просто по урокам что-то делать. Тут хотя бы правильно все исполнить и не запортачить все. Тоже Ну да. важно. И Отрендерить потом. второй логотип. Здесь, я так понял, это нарисовано от руки. Мгм. Goldfish, Может золотая быть. рыба, золотая и уголь какой-то, да, или что это такое? Или это рыба? Я Это что-то- устрицы. Устрица? Устрицы, Ну, это, рыбы. Нет, видимо, кажется, на логотипе. разные. А в логотипе это на угря похоже, да. И тут какой-то рыбий глаз, да, или что-то такое спрятан в негативном Или скат пространстве. электрический. Мгм. Или лицехват, я не знаю даже. Что. Но shift не очень подходит к знаку. Шрифт, да, все портит, честно говоря. Так, ну так, сам знак имеет место, неплохо. Мгм. Следующая работа. Алмазов Париж. О, фигма. Стал нам Наконец-то кто-то ссылку на фигме фигму, прислал наконец. работу. Седьмой спринт. Ага, человек учится. Сразу понятно. Обычно на курсах там начинаются эти Да, спринты. кстати. Ну хорошо, что учишься, молодец. Приблизьте чуть-чуть. Ага. Так. Так, здесь сразу он отдельно выложил все стили. Я Мгм. так понял, это компоненты. Так, это сейчас надо на весь экран развернуть, это чтобы было виднее. Бер, Потому что- нажми Shift-C нажми. Shift-C. Ну, я не знаю, как у тебя там, скрой эти, вот, все. А у него шифта нет. Все. За шрифт надо Я хотел доплачивать. весь экран Марк. развернуть. Ну, не знаю, как в браузере это делать. Ну ладно, пусть будет так. F12. Что? Не знаете, что? Не, я не про это. Я вот справа и слева колонки убрать. Ctrl-U обычно Сейчас это вам работает скажу. на Ты десктопе. можешь не получится. Ладно. Убрать Это колонки. Берлин или Магаз, но не Ой. Магаз, а какой-то. Все. Сейчас он все такого изделия. Ну, это Картинка дизайн. красивая. Но это по уроку, скорее всего, делалось. Да. Почему-то Адам-то все вот так вот. Ну, это по уроку, видимо. Ну ладно, не по Это уроку. где-то скачано. Тогда это победитель. Я не Это говорю прям по shift. уроку, я говорю, если это не по уроку, потому что зашибись у человека, видение красивое, все подать, смешать так, чтобы твои буквы не Ну, в плане пропали. креатива здесь, сайт обычный, лендинг-пейдж, реализация хорошая, Здесь скорее под Pixel Perfect, по-моему, немножко такой. да, реализация Желание всё хорошая, аккуратненько, всё. видно, что все аккуратно, сетка какая-то Единственное, есть. Магаз почему-то не Магаз. Pixel Perfect это ПП, да, это где только что у нас кондитерская ПП была. У Да, нас свое кстати. ПП есть. Берт, чтобы скрыть панели, нужно нажать Ctrl А я уже скрыл ислам. Где ты был? Я в Гугле был. Там тоже что-то мало информации. Тут в этом месте, мне кажется, немножко скучновато, надо чем-то разбавить. Тем более, что и карта серая. Как-то надо, Карту можно сделано. Можно Картинка. было фон в серых тонах, фотку пустить. Еле-еле. Что тут сказать? Здесь чисто, аккуратно, все прикольно. Слишком все видно, вот что- так вот прям ровно, так скажем. Все по правилам, все по полочкам. Единственное, чем я недоволен, хотя бы фотографии, может, было Магаса все-таки, нет? Да, здесь еще проблема небольшая, что текст на фотографии плохо читается, потому что теряется. Особенно он. посмотри меню. На голубом фоне вообще не видно. А там есть Да, меню? Надо сделать. Это первое меню. Букву побольше надо в меню сделать. Пожирнее. Надо затемнить Тени картинку, немного. Тени накидать. либо другую картинку найти. Знаете, какая проблема? Этот сайт смотрится как какой-то темплейт, готовый шаблон. То есть вот такое что-то. Не видно какое-то ассоциативное. То есть почему это Магаз, какой-то связи нету. Любой помести сюда сайт, он, в принципе, будет одинаково смотреться. В общем,
Алмазов Ну, Куреш, тот, бросай кто, этот спринт. м, Приходи к если нам. тот, кто учится делать дизайн, если он пусть похоже на темплейт, но если он делает как-то без ошибок, правильно, то это уже очень хорошо. Не, это хорошо, вопросов Да, нету, но это можно класс. было что-то индивидуальное добавить. Ну, он Ну, только он начал, добавил видимо, магаз. Там учиться. стопудово не магаз был написан. Ну да. Так Магаз что добавил, и все, достаточно. не смог. Еще бы орла куда-нибудь добавить и башню одну, и горы. Да. Здесь Солнце. адаптивка, ну, в принципе, хорошая UI работа. Да. Есть небольшие моменты, к которым можно придраться, есть маленькие ошибки, а так все Ты четко. готов его В плане кандидатуру креатива засунуть, здесь не рабочее могу место. выделить какой-то креатив, но все четко. Я скажу так, если этот спринт 7-й, и с 7-го раза он это сделал, это отличная работа. Да, Так что нормально. да. Так, Так, дальше. Кто нам прислал? Овощ читающий нам прислал. с цветком не удалось доделать, к сожалению, но Читающий. скинуть А что за не овощ? смогла. Ладно. Если что, хотя бы пошел. Не скинуть не смогла, потому что много проводилось. Так, Мгм. это какой-то, этот, как Буклет. называется, буклет. Флайер. Флайер, да. Как, Это как мы буклет. видим, это буклет. Это буклет. Флайер это не разворачивается. А, ну ладно, тогда буклет точно. Я просто уточнить, он складывается? Не складывается. Молодец. Так, давай, мотни вверх. Буклет, ну, нормально, чисто, аккуратно буклет. Есть Кстати, фотографии. логотип где, собственно, экология и природопользование внизу. Здесь, Внизу, видишь, справа логотип. ага. А, да. Листочек в виде буквы «Э». Здесь как раз-таки вот Икон. текст на картинке, он нормально виден, потому что С этим есть хорошо все, но с иконками проблем, посмотри, они все разного разного стиля. Вот Да, лучше важно, надо же что линии когда разные. используете иконки в одном проекте, чтобы они все были одного стиля. То есть здесь Мгм. одна залитая иконка, другая тонкая, тут не залитая, чуть потолще, просто разные иконки. Сразу видно. И контакты Э, сместили чуть-чуть. Ну, а в плане креатива я здесь, если честно, не очень вижу креатив. Ну, это не столько креативно, это сколько упругая такая. Строгая работа. вот про эту скажем. работу она говорила. Тоже видно, что человек учится моделить, Мгм. моделированию. Ну, классно. Вообще приятно видеть, что у нас да. очень много молодежи осваивают такие профессии, как 3D, Конечно. UI, дизайн. Мы Это их в будущее. сообществе можем не видеть, а на самом деле их Там оказывается. еще есть слайды, нет? Так, все. Мгм. А там, по-моему, 3 Супер. сообщения от этого человека. Сейчас посмотрим. Следующий. Здесь то же самое. Мгм. И кажется, здесь то же самое. Все то же самое. Тройной эффект. Так, нам Иба Цици скинул работу. Кстати, он как раз таки здесь писал свое имя. Где он писал свое имя? Цицкиев Ибрагим Тамранович. Так. Смотрим кейс на Behance. Если бы были стариками, мы бы сказали диктейп, да диктейп. С этого начиналось бы все. Выпей пасагу. Так. Австралия. Авторская экскурсия. Интересная работа. Так, Ну, это как давай. дизайн оценивать. Крути. Ой, здесь. Ну, это Ну, такая информация просто. Мгм. Поехали. это что, о чем сайт вообще? Travel, путешествие? Это... Авторские Авторская экскурсии. Ага. Это сайт отдельной экскурсии. Ну, типа они полностью Что организуют, такое я так понял. авторская экскурсия? Это по огородам тебя будут возить? По нетоптанным тропинкам? Ну, Да? типа, да, собственный у них полностью маршрут. По злачным Будет, местам тебя будет. проведут. Адам. У нас комментарии тут и по Почему? старым работам еще. Так,
Ну, есть, опять-таки, это дизайн, здесь есть к чему придраться, есть какие-то моменты. Аккуратно видно, что человек старался. Советую медленно прокручивать вниз, а то как ты резко туда-сюда мотаешь. Я думал, вы так же смотрите, как и я. Так, а вот что это за пятно там вот это сверху? Типа он вырезал, да, его из... Ну, это вверху, просто здесь? Не, вверху, изображение. вверху. Он, Картинка просто. Я не Вот увидел это? просто. Вот, сейчас вижу. Конечно, Ага. Это карта Австралия. Австралии. Мгм. Я Материк просто не Австралии. видел Эти кусок. линии, слишком много линий. Что Отвлекают, ты да. говоришь, что там Австралию не видел никогда? Может быть. Никогда не видел Австралию, представляешь? Она же не существует, ты что? Она же на слонах стоит. Надеюсь, ты не увидишь ее со своими пауками и кенгуру. Ну да, я туда точно не Не поеду. видеть. Ну, Надеюсь, кенгуру я Ислам говорит, ты посмотрел не бы. увидишь что со своими тараканами. И это тоже. Так, Ну, хорошая прикольно. такая нормальная работа по Да, сайту. накидайте лайков. Лайк. Скорректируем, конечно. Подождите, я забыл поставить лайк. Надо было поставить У него много работ, в кстати. прямом Вот. эфире. А покажи еще его Извините. работу. Давайте У него посмотрим. еще работа. Кстати. Сейчас будем работу смотреть. и уже А, еще есть. одна только. Ну ладно. Ну, если он не присылал нам, наверное, Всё, он всё, не ладно. хотел, чтобы мы ее показывали. Давай Хорошо. не будем. Но она же в общей сети. Что поделать. Ну ладно, хорошая Да. работа. Да, вот хорошо. Проблема с оценкой вот таких работ, потому что они не подходят сейчас под формат. То есть они не столько Мгм. креативные, сколько просто показывают профессионализм. Вот Богатырева Так, Хадиджа. Богатырева Хадиджа прислал нам это этот сайт, наверное. Макап. А надо увеличить тогда, плохо видно. Это, я думаю, сайт. Мгм. Непонятно. Ну да. Для Это другой невидимых взгляд. слов. Это же это Лиза Яблоевой сайт. Это школа для детей, учебный центр. То есть вот эти. Представь. Вообще хочется посоветовать, когда вы показываете сайт или логотип или еще что-то, сначала показывать на чистом листе, прям Мгм. как есть, чтобы видно было. А потом уже прилагаются к ним макапы. Макапы сделаны для того, чтобы можно было посмотреть, как это будет выглядеть на устройствах. Но Мгм. прям, чтобы оценить сам дизайн, лучше присылать Или без фиг дизайна, там без, ссылку. без макапа, да. Мгм. А это что второе? Вот это уже интересно. Если это человек сам нарисовал, то это очень Очень красиво. красиво. И опять-таки непонятно, хотя бы есть описание было, что это. Это сам нарисовал. Ну, судя по карандашам, по карандашам рядом это всё сами рисовали. Это Это акриловое. карандашами нарисован? Нет, карандаши для соразмерности там лежат. М, Ну, чтобы Красиво. размер оценить. Очень Так, красиво это акрилом сделано. нарисовал. Очень необычно. Классно. И там видно даже пытались передать не только типа цвета воды, но и, я не знаю, это, видимо, отражение человека там или что-то. Да, отражение на воде какие-то, это может быть дом там с какими-то лампочками. Это же над очень водой. сложно рисовать-то так. Я даже не знаю. Никогда не рисовал, если честно. Можно смотреть Краски. долго и находить разные образы. Мгм. Вот такая вещь интересно будет смотреться на стене где-нибудь, как картина. Абстрактное что-то. Можно Например, в просто вашем офисе. подойти и зависнуть, смотреть, Мгм. ищешь образы, это очень, четко, Мгм. мне нравится. Она скоро надо мной будет висеть. Я ее с аукциона купил. Кстати говоря. Вот она сзади стоит, ждет своего часа. Это ты купил? Я ее владелец теперь. А, Я на аукционе победил и купил ее. Подожди, ну-ка закрой. Адам Кост, Адам отправил. В чем юмор, Адам? Нет, это не моя работа. Там просто моя Там написано, почта Богатырев фигурирует, но Хадидж. не моя работа. ты А купил вот её тут у Ислам человека. Маркиев. Это я писал, я хотел сказать об этом. Это у Гурчиева Магомеда работа, он просто скинул мне её в Телеграме, а не на почту. Я знаю, что у Гурчиева Мохаммад делает концепты автомобильные, и Просто все, что он невероятные делает, концепты. очень, очень круто.
Тут даже не знаю, как оценивать, но мне Ну всегда вот, а все пускай нравится. Адам Особенно, оценит, он его не знает. Тут надо, чтобы кто-то, кто его не знает, оценил. Чтобы не подумали, что мы тут Только накидываем Адаму, баллы. ну, Да у меня половина учеников из всего, что вы перечислили. Я вообще боюсь что-то оценивать. Я Ну вот эту работу помолчу. оцени, ты у Гурчева точно не знаешь. Мне нравится то, что здесь цвета в одной гамме, то есть нет какого-то вырвиглазного чего-то выпадающего, Мгм. скажем так. Потом, что мне не нравится, немножечко перспектива машины как будто нарушена. Продолжение лица хочется этой машины увидеть, а оно как-то резко так хрясь и заканчивается. Обрывается. Мгм. Да. Плюс вот этот дизайн, ну, это уже скорее технический, то есть когда у тебя сплошное лобовое стекло, это почти непрактично, это надо еще исполнить очень. А вообще, в целом, вот эта перспектива автомобиля, она хорошо выдержанная. Я еще со школьных времен помню, что это надо было умудриться правильно нарисовать, повернуть машину там и так далее. Мгм. Так что единственное, вот незаконченность, да, вот тут уже как фон дорога у нас идет, и слишком идеальные линии у дороги, там ни травинки, ни пылинки по краям. И очень мыльные облака получаются у нас, хочется немного деталей. Раз уж у нас на песке есть какие-то формы с характером, но в небе их Мгм. почти нет, там практически в размытый фон превращается в небо. мне Но кажется, главное, что у нас касается машина. рендера, Адам здесь не по рендеру еще вопрос есть. Ну, то есть по поску, скажем так. Здесь Что не касается рендер. креатива, ну, машина на фоне природы. это не рендер, кстати, это Я знаю, Не, что я это имею не в виду рендер. пост, то есть, что не докончил. Машина на фоне природы тут не Это несуществующая машина. Это он ее сам придумал. концепт. Ну, это ты понятно. имеешь в виду. Да. Насчет концепта есть над чем поработать. То есть А вот здесь уже получше сделано. Вот здесь уже получше, да. Ну, Так и самое хочется, интересное вот это. так и хочется сказать, так, не критикуйте Магомеда Гурчиева. Тут, вон, видишь, сзади какая драма разворачивается. Она мне больше интересна, честно говоря, чем сама машина. Чем машина. Магомед знал, что присылать, потому что он знает, что я фанат Саабы, и поэтому прислал концепт Саабы. Ну все, 4 приза уходят. у Гурчиева. Концепт очень круто. Я вижу здесь преемственность от Сааба. Тут Как у фанат нас Сааба могу. Здесь нужно оценить еще с точки зрения машинного, да? Ну, тут как промышленный дизайн, длинного это концепта. тоже учитывать, потому что нельзя просто взять и Ну сделать да. машину. Ее нужно правильно подать, эти плавности Мгм. линий, эти переходы от плавного к резкому, углы, это все надо уметь делать. Так что есть у человека талант, видно, просто надо очень развиваться. Вообще бы уехал куда-нибудь, в школу поступил бы дизайнер промышленный. Эх, хотел он уехать. И стал пока бы вот известным, не знаменитым получилось. дизайнером следующей Lamborghini. Ну да. Так, что еще? Остались у нас работы? Нет. Здесь в комментариях пишут, что нам отправили работу в Телеграме под постом. Да, к ним тоже надо перейти. Так, Они у нас в группе основной. Мы же интернет. сами их, да, просили туда тоже кидать. Да, да. Но мне казалось, будет еще больше работы, что немножко работы кинули. Причем мало было именно графического дизайна. Веб-дизайн еще более-менее там где-то. А вот граф-дизайна я мало увидел. Ну, надо будет в а следующий под раз каким уже постом? Основная группа, там есть пост о конкурсе. Конкурс от ZZ. там. Вот здесь что? Комментарии? Да. Или в дизайне имеется в виду? Давай я тебе сейчас прям ссылку скину. Этот пост. Так, сейчас я тебе скину. Подожди. конкурс Вот. от ZZ, вот то, что Я прислал ZZ тебе. прикреплено, это не оно. Вот здесь 7 комментариев. М. Угу. Ничего себе. Так, Тут тоже тоже- 3D рендер. Я думал, что тот же Тоже- автор, нет? Который делал вот те такие изометрические работы. Аздоев Смотрите. Ахмед написано. Здесь
Это другой человек. Ну, Здесь перспектива есть какая-то, это не изометрия просто. но у него... Ну. Мне нравится то, что он в описании говорит, что он под нашу башню хотел вот в таком виде Да, показать. кусок башни, внутреннего убранства И башни. действительно, в таком виде мы башню еще никогда не рассматривали. Очень любопытно На смотрится. стене есть проектор, да? Что-что? Проектор на стене. На стене вот непонятно, это должен был быть истин. Быть Это ковер ковер. должен, да. Только он бы поменьше должен был быть, как те, что на полу, а то действительно он как плазма смотрится. А может это для этих игра теней бывает? Вот свечка есть двухсторонняя, правда? А, Мечи как-то, они вот неправильно, что ли, приделаны. Они их не плашмя положили, а как-то, Да, не ребром. знаю, это такая задумка или нет. Плюс я вижу камин, а камин похож на большой стол, а он не должен быть похожим на большой стол. Ну, в общем, он сам пишет, что не до конца у него получилось А реализовать. так креативно очень. Делал, в блендере делал. Но направление, вот эта сама идея, которую он уцепил показать в таком минималистичном лоу-поли стиле, Мгм. наша башня внутри, честно, очень, очень выглядит в моих глазах выигрышно. Необычно, да? Да. В целом Надо выглядит еще ему достаточно побольше супер. сделать, чувак, побольше таких работ. Я бы Ну, вот лайк ему поставил. соколлекционировал. Так, строго не Теперь шутить. самый сложный момент. Давайте выбирать. А там еще работа Ну, есть в комментариях. Где? Последняя. Вот там наверху видео. Видео. Да, его прислал Ибрагим Катада. Японец какой-то. Ты где говоришь? Там в комментариях. Здесь, выше. Да. Там было, да. Ибрагим Чехкиев. Почему Ибрагим Катада? Тут, Ник короче, такой. круглый год, да, фоткали. Получается. Ну, 4 сезона. Монтаж, что ли. видеомонтаж или с фотографиями. Да, в After Effects. работ. Мгм. Ну, прикольно, прикольно. Вот молния ударила, правда. Немного странно, но красиво. А что это за село? Угадайте село. Гамурзиева. Гамурзиевка. Не знаю даже. Не Подожди. Гамурзиева. Таких застроек. Не Яндере сейчас. Таких деревьев нету в Гамурзиеве. Нет, Заканалье в Гамурзиево можно перепутать, в принципе, если так подумать. Заканалье. Да, Заканалье. Захолустье. Хм. Ну, хорошо. Давайте выбирать. Все на вас, как бы. Вся ответственность. Джабраил. Почему на нас? Почему? Потому На что... нас. Ну, давайте вспомним. Вот первая работа... Сколько у нас должно быть победителей? Я выбрал 4 приза. 4 подарка. Первое, второе, третье, четвертое место. Это даже не столько призы, сколько подарки тем, кто вот реально постарался. И вот, взгляд дизайнеров, там, может, мой скромный взгляд какой-то, просто поощрить как-то. Это не последний конкурс, так что вы это не обижайтесь, кто не получит приз. Не автомобили разыгрывать все-таки. Тут много работ, которые хочется так или иначе выбрать или продолжить, или что-то доделали. Тяжело. Ислам в порядке, да, убывания или как там? То есть, Джабраил, есть как какая-то тебе градация? удобно отметить 4 работы, на твой взгляд? Ну, я сразу выделю, может, она потому что первая была, она сразу бросилась в глаза, вот это вот с карты Ингушетии Угу. в виде неба. Вижу. Да, среди деревьев хорошая работа была. Так, вот здесь очень тяжело, опять же, нам будет тяжело, я думаю, и вам будет тяжело оценить работы, которые рисованы были. Две вот эти вот подряд шли у Розы Хамхоевой и Амины Дарсиговой. Обе работы ты выбираешь? Вот я не знаю, они, в принципе, оба очень качественно сделаны были, и с мыслью какой-то. Они были реально креативные. Выше подними, Берт, что там еще было у нас. Сейчас я приду, прям. И, наверное, парень, который вот изометрические вещи делал. Который анонимно хотел. Ну вот если мы говорим про креатив, были реально очень хорошие работы, но вот если мы именно про креатив говорим, наверное, все-таки вот эти работы. Так, сейчас я фокус создам. Так, здесь есть работы, которые... То есть они какие-то мысли несут в себе.
которые ты Мгм. считываешь и дают какие-то эмоции, которые ты, смотря, сразу себе. Берст, я тебе скину вот документ, ты можешь мне туда идти? А я же сам могу, подожди, у меня же открыта почта. Сейчас. Расширь. Да-да, сейчас. Я просто скопировать хотел данные и сразу записать. Добавил. Так. Так, Как счет? Берт, теперь ты. Ну, вот первая работа, вот эта, где карта через деревья. Потом, что еще выбрать? Вот Амина Дарсигова мне понравилась, работа очень красиво. Недвижимость. Мгм. А Розу Хамхоеву Видишь, сколько урона, просто да? потому, что я не понимаю, я не Как ты думаешь, любитель откуда у меня столько урона? депрессива и какого-то негатива, поэтому не буду в это упирать. А мне нравится креативность подачи Горной Ингушетии вот, в виде иллюстрации. Видишь, Это которая? А, вот это. Вот сайт, да. Это Бугуева дали. дело Далее. не в том, что Бугуева, что-то да, да. кажется, тут еще дело в том, что я постоянно Что еще? интеллект. А, То есть это вообще настолько... Вот изометрия тоже мне нравится. Я сейчас такой... Еще одну, да, надо выбрать. Ну да, первая у тебя Амина Дарсигова работа была, да? А я 4 уже сказал. Давай еще Я раз. бы выбрал Магомеда, но просто я боюсь, что это будет выглядеть как ну, это мой друг, Ты поэтому... без В этом пристрастности проблема судейства, что ты иногда не выбираешь действительно хорошую работу только потому, что ты боишься, что ты будешь выглядеть как предвзято. Да не Иногда надо вам это так бояться работает. выглядеть непредвзято. Тут призы не такие прям, ой, там, дорогие, и мы не Вы пойми, такие что предвзятые. другие, кто может так ладно, обидеть, что они вообще перестанут заниматься этим Ислам, делом. Да. добавь тоже Магомеда Угурчиева, потому что это концепты, это человек придумывает из головы, это креатив. Можно добавить. Все, чего вы боитесь? Прям, вы же честно говорите. Мы же ни перед кем там не выделываемся. Да. И у нас не телевизионная передача. Хотите наградить именно человека за работу. Вот самый главный мотив. И другие, я думаю, не обидятся и поймут нас. Мы все-таки подходим тоже с пониманием. То есть, еще раз, Берт, Магомед Угурчиева работа, изометрия Атабоева Мухаммада, да? Вот это где гараж. Это у нас, да, гараж, потом Амина Дарсигова, Амин Нарсигова. И четвертое. картинки. Четвертая, это первая работа студии Мальсага. Магомеда Мальсага. Так. Теперь я остался, да, получается? Адам не будет выбирать? Ну, у меня есть пару моментов, но я не знаю. Ну ты прокомментируй, скажи просто то, что тебе понравилось так в общем. Смотри, так, первое, где у нас карта через деревья показана. Вот Да. прям запала в душу. Прям, вообще, да. Дальше, что вот эти две работы, где у нас комната видна и молящийся человек. Вот Да, мне это очень Амина понравились. Дарсигова. Мне понравились эти работы. Так, так, ну-ка выше можно чуть-чуть? Еще выше. Вспомнить еще надо. И до конца сделай. Только не отправляй это. Пора Photoshop работу, помните вот то, что анимация? Нет, это не, ну, не в моем случае. Мне еще понравилась та работа, где башни были вот в стиле вот этого минимализма показаны. Только она у нас в Телеграме была. Это? Нет. В Телеграме вот это. Изометрия. Да. Угу. Вот она да. прям теплом повеяла, знаешь, прям захотелось еще продолжение этого цикла. Угу. И честно признаться, вот тут есть одна работа чуть ниже. Можешь сделать? У меня, конечно, воображение разыгралось, может, автор не задумывал такого. Еще ниже, еще. Вот видишь, вот Хантер. Вот прям захотелось такую игру с каким-то обреком. Вот, такой мрачный. Прям вот, не знаю. Угу. Сама Это иллюстрация Call of- очень зашла мне, да, букву все Call of это. Juarez же, помнишь, игра была? Да. Juarez как? Call of Juarez, потом сейчас Да. есть там Хант игра, вот прям. А вот на Мгм. игрушскую тематику бы еще такое вообще было бы просто. Значит, Назир Муцольгас, да?
Итого сколько? 4 штуки, по-моему, лежало. Назир, подожди, сейчас запишу. Назир Муцольгов. То, что в Телеграме было, это у нас писал Азоев Ахмед, если не ошибаюсь. Да, у меня провела. Кстати, Азоев мне Ах- еще понравилась работа, уже она 5-я будет, я думаю, не очень Ну, то, что правильно понравилось, будет думаю, ее добавить. сказать можно. Лишний раз Там, где держать. я не могу найти ее, там, где с картины человек сделал 3D-модель какой-то абстрактной фигуры. Это вот Бекова Асия, второе письмо у него было. А, да, кстати, тоже классная была идея. Где? Бекова Асия, вот ты второе письмо открой. Да. Ага. Ну да, вот это. Ну, здесь есть креатив. Да. Здесь действительно человек классно делал. Так а что Добавь, делать? пожалуйста. Сколько Это человек? вообще вне конкурса, по-моему, работа. Так, Бекова Асия. Бекова, Асия, сделай больше работ на основе известных картин, пожалуйста. Согласен, Сделай из этого согласен. цикл, сделай себе Инстаграм, мы подписались бы. Мне интересно все это в реале увидеть. Вот смотрите, мне что понравилось, даже там, ну, в общем, скажу вот так. Получается так, что мы, обсуждая работы, аргументированно показывали, где есть креатив. Это самое главное, чтобы люди понимали, что мы выбираем работы честно. Нам самим это сверхважно. Но учтите, что это не последний конкурс. Мы ждем от вас еще более уникальных работ. Вы увидели ребят, которые с вами в одной сфере, так скажем, да, в дизайне, в общем, если брать. И работы тех, кого мы сейчас выделили, они не то чтобы являются примером для вас там, и так далее. Нет, просто мы постараемся вас как-то собрать вместе, хотя бы там какой-то день, да, может и онлайн проведем еще несколько там мероприятий именно по вашим работам. Будем обсуждать, помогать вам развиваться, рассказывать, куда вам дальше двигаться. Это важно, мне кажется. Чтобы вы понимали, что мы это все честно проводим, мы всегда аргументированно комментируем свои работы, ваши работы точнее. Поэтому сейчас что мы сделаем, знаешь, Берт? Ребят, которых вы назвали, я, в принципе, тех же ребят отмечу. Там, может, где-то лучше, где-то хуже, да. Ну, я-то кто, чтобы судить, я не такой дизайнер, как вы. Поэтому я с этими работами схожу к Зауру, владельцу ZZ, покажу ему, и он мне скажет, вот конкретно, кто из этих людей, 4 человека, получит призы, сделаю это завтра, и завтра же сделаю пост с победителем. Так что последнее слово, так сказать, за Зауром из того списка, который вы выбрали. То есть у нас На есть... правах спонсора, да? Ну, права спонсора, да. Ну и Заура замечательный человек, на самом деле, очень открытый, очень позитивный, любит, когда что-то для молодежи делается, очень много сам сделал для молодежи, поддерживал и коворкинг там и так далее. Что я хочу сказать? Вы отлично прокомментировали все работы. Я считаю, все аргументировано, четко, по делу. Поэтому можно и заканчивать этот подкаст. Ислам, мне бы хотелось пару слов обратиться к коллегам, имеется в виду к участникам конкурса, да. И бывает такое, ждешь, а потом огорчаешься. Вот чтобы такого не было. Я понимаю, что ваши работы, они у вас давно, наверное, где-то лежали, валялись, вообще не были для этого конкурса созданы. Ну и, соответственно, вы бы, наверное, получше, точнее бы подготовились, если бы вы делали именно под этот конкурс. И это все как бы учитывается. И данный конкурс, он скорее больше пробный, чем полноценно серьезный. Я думаю, мы будем повторять в дальнейшем и более четкие критерии выставлять, да. И вообще не прекращайте развиваться. Меня это удивило сегодня, количество работ. Столько людей, которые не просто бездельничают и ждут, что им кто-то чем-то обязан, а пытаются сами себя сделать профессионалом. Развивайтесь, собирайтесь вместе, не теряйтесь вообще. Не ждите следующих конкурсов. Участвуйте. Главное, как говорится, для самурая это главное путь, а не победа. Опять-таки напоминаем, что мы не оценивали профессионализм и качество работ. Мы смотрели больше на креатив. Тут есть очень много крутых работ, допустим, тот же
там школьный, я уже скачивал школьный сайт парня, который делал дизайн в фотошопе. Мне безумно понравилась эта работа. Ну, если смотреть со стороны креатива, то все-таки будем больше выбирать там, где есть что-то нестандартное, что-то необычное. Может, да, Сайты может, — это привычное, это обычное. Там, Я хочу сказать, что для школьников будет тоже конкурс отдельный. И по креативу, и по дизайну мы постараемся его провести, иншаллах, конечно. Так что свою работу сможешь еще раз прислать туда. Так что не обижайся, все нормально. Да мы сейчас вообще А просто ведь- будем как конкурсами кидаться, наверное. Столько всего оказывается. Столько у нас людей оказывается. Да, да. Все И делали. спонсоры находятся. Вот ZZ сразу согласились. Я Ну просто написал в зачем? WhatsApp. Найдем вас спонсора. Зачем вам Этот спонсоры? человек тоже участвовал в конкурсе. Кто-то ворвался в эфир просто с участником. Так что... Просто смотрите, у нас так вышло, что у нас работы, связанные с какими-то, там, не знаю, логотипами, брендами, сайтами, они, в принципе, выпали, потому что там сложнее что-то такое оригинальное, креативное сделать, Да. нежели... Для вас отдельно будет конкурс по логотипам специально. А тут нужен был именно креатив. Креатив мы нашли. Спасибо всем, кто прислал. Я больше не буду в логотипных конкурсах участвовать. Вообще неправильно это было, когда заказчик оценивает, нельзя профессионалу врываться в это, потому что я знаю, что работу профессионала может оценить профессионал, он знает, что там все технически правильно исполнено. А тут не врывался, кстати, Адам, профессионал. Оценивали эти работы исключительно заказчики. То есть там не было Вот поэтому я профессионалов. говорю, то есть в сам конкурс, то есть принимание участия в конкурсе профессионалам не стоит, я и вам советую. Если начинающие любители, то пусть это будет их конкурс. А если профессионалы, то их и судить должны как бы тоже профессионалы. Иначе Ну, вот получается у как нас каша, еще да? студия. У нас А, студия. да, смотри, в этом случае там будут работы просто слабые, я так понимаю. Такие конкурсы устраивают, чтобы найти какие-то интересные работы, поэтому выбрать логотип какой-то. Просто заказчик, он может не знать некоторых нюансов, с которыми он потом столкнулся. Ему просто понравился логотип и понравился. Вот за это он и дает приз. Тут все понятно и честно. Да. Но когда профессионал там сидит, выверяет каждый пиксель, все это прям преподносит, а выигрывает человек, у которого Это нормально. пестрый логотип, это, наверное... Так, во всех конкурсах, в принципе, это вполне нормально. Так Ну, бывает. как я и сказал, я сам просто зарекся больше. Да и не должен, я и не хотел, честно говоря. Надо молодым шанс давать, иначе... Никто тебя не видит, надо. Всё нормально. Простите меня, пожалуйста. Нет, ну, результаты не конкурса по логотипам говорят о том, что... говорят о том, что победил... Я вынужден тебя замучить, Марс, у тебя очень сильно... У тебя очень сильно ветер дует, мы тебя не слышим. Завернуть надо. Кроме вообще. ветра он уже вообще ничего не слышит. Да, Бяхуба. Ну, это мы завтра еще, наверное, да, пообсуждаем Да. насчет логотипа. Завтра как раз, Марс, подключайся с хорошим настроением и хорошим микрофоном. Маркл. Так, все, закругляемся. Да, Ресхал, Маркл, всем, кто пришел. Ну, давайте, посмотрел нас. ассаламу алейкум всем, Дересхол Масняна, за участие, спонсору Дересхол. Да. Спасибо, ZZ. Покупайте только на ZZ. Даже хлеб. Согласен. Ладно, давайте тогда завершаем. Ассаламу алейкум.